Будете нашим режиссером. Хорошо, хорошо. Арсений, Вот, да. а если, извините, Да. Арсений, а если можно вот несколько слов, вот у нас Уктыл и Инта. Инта, они вообще начинали первые были зачинатели, герои первые, да, в 19 году. Уктыл. Уктыл, Инта. Уктыл. Я помню, что они показывали. Уктыл, как у них Уктыл мне передавай. Название, к сожалению, я не помню. Я помню, что. Уктыл не тыл? Уктыл не тыл? Да. Как называлось? Представление? Прикольно. Ну, в общем, у Уктыла я помню, что было национальное многообразие. Это мне запомнилось. Они делали на этом большой акцент. Они, опять же, это вроде как были артисты, но они каждого представили, каждый на своем языке представился. Сделали вот на этом важное уточнение. Мне это запомнилось, мне это понравилось. И кажется, у них не было общего хода, если я не ошибаюсь. У них были номера, то есть они показывали такой фестивальный вариант, номер за номером, без какого-то вот общего хода. Могу ошибаться, извините, всех не могу помнить. Вы не помните, Виктор Михайлович? Нет. Так, и кого еще? Инта. Вот у них театрализация, театр у них был, да, по-моему, Инта, надо напоминать. К сожалению, Инту не помню. Давайте завтра просто сделаем тоже небольшое включение. Вот Инту себе тоже помечу. Сделаю включение. Так. Все остальные районы тоже спасибо. Так, мы можем начинать, да, наверное, мою часть. Можем сделать презентацию, открыть, чтобы я наконец рассказал, зачем я. Демонстрация экрана, да, можно с демонстрацией экрана, просто пока можно без звука. Папочка, онлайн-семинар, Арсений Лащенко, и вот это вот, да. И запустите мою презентацию. F5, по-моему, не знаю, может быть FN, F5. Не видно ничего. Друзья, еще раз всем, мы с вами уже все поздоровались. Меня зовут Арсений, фамилия моя Нащенко. Я по образованию режиссер театрализованных представлений и праздников. По призванию, наверное, тоже. Живу в Петербурге, учился в Петербурге, закончил кафедру, ту самую, которая есть на Миллионной улице, дом 7 в Петербурге. Можно следующий слайд. Это просто мне жена сделала презентацию, сказала, что надо обязательно показать ее. Вот сказал, что обучался. Сейчас работаю режиссером в культурно-досуговом центре «Московский». Это Московский район Санкт-Петербурга, Московский проспект, вот от аэропорта, если ехать, вот там по правую руку такое серое здание Ильичевка бывшее. У нас много зданий, вот я режиссер, так уж получилось всего этого заведения. Что я делаю в Коме? Давайте посмотрим, самому интересно. Следующий слайд. Я являлся режиссером Всероссийского фестиваля народного творчества «Лет Победы» в Ленове в каком-то году, когда было 70-летие. На 70-летие меня пригласили, очень лестно. Это был мой первый вообще в жизни стадион. И мне, я вспоминаю эту работу с огромной теплотой. И вообще, после того, как сейчас моя презентация закончится, в ней еще несколько слайдов, я буду петь дифирамбы Республики Коми. Дальше, это вот картинки с нашего представления. Было красиво, мы, может быть, даже фрагментарно посмотрим. Дальше меня, как и многих коллег здесь, пригласили помогать в качестве помощника режиссера в театрализованном представлении «Сияние Севера», посвященное 95-летию Республики Коми. Тоже считаю этот проект довольно удачным. И свое в нем участие огромным опытом и великолепной удачей. Дальше. Все видели? Вот, здесь были наши ребята, вот они. Да, это прям они. Это же прям вы, нет? О, видите, как круто. Я вас в презентацию вставил свою. Круто. И вот тоже несколько лет назад Андрей Валерьянович доверил мне режиссуру театрализованное представление «Золотая летопись Сыктывдина» в рамках фестиваля «Заваленка». Тоже огромное, конечно, спасибо Андрею Валерьяновичу за доверие. Мне кажется, что тогда все получилось, все было здорово, ярко,
фотографий. Если есть видеозапись, очень хочу ее посмотреть. Я ни разу так ее не видел. Есть архив. Есть Да? архив у нас. Ой, крутяк. Вот, очень хочется посмотреть. Теория это уже тема нашего сегодняшнего семинара. Будем... А вы еще не сказали, что преподаете. Это новая информация, я еще не успел ее ввести. Да, я преподаю в колледже культуры, веду заочный курс социально-культурной деятельности. Вот сейчас у меня первокурсники. До этого 3 года вот тоже занимался с ребятами. Да, в нашем. Да, поговорим тоже об этом. Мы с ребятами приходили к некоторым интересным идеям, которыми я бы тоже хотел с вами поделиться. Еще не сказал, что в течение 4 или 5 с мастером курса вы делали. Да, хорошо, всю подноготную. И будучи студентом, меня сюда привозили, чтобы я также участвовал в заваленке в качестве студента, старосты курса, который работал под управлением Александра Ивановича Березина, и Андрей Леонидович нас приглашал все эти годы, и спасибо ему за мое формирование и становление как любителя коми, как любителя, уже профессионала почти, я надеюсь. Что хочется сказать? Когда приезжаю из Петербурга, есть такое легкое ощущение, что все думают, что в Петербурге гораздо больше возможностей, гораздо больше интересного, гораздо больше праздников. Я вам так скажу. В Петербурге и в Москве праздничная культура, она практически загнулась. Серьезно. Там есть... Нет, дело не в локдауне. Дело в отсутствии потребности праздника. У людей есть шоу, у людей есть спектакли, у людей есть концерты каких-то популярных исполнителей. А вот конкретно театрализованные представления и праздники, к сожалению, с каждым годом становятся все хуже и хуже. Обратная ситуация в Республике Коми. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, каждый раз, когда я смотрю вот эти видео, я понимаю, насколько сильна национальная культура Республики Коми. Насколько круто, что у вас есть собственный язык. Насколько круто, что у вас есть такая богатая история. И как просто вам идентифицировать себя с народом Коми. Вот перед отъездом с женой тоже разговаривал. А вот с кем себя ассоциирует петербуржец? Вот что у меня за душой? Культура? Наверное. Что у меня, какая у меня история? Я коренной петербуржец. Чем мне гордиться? Ну вот, какое у меня прошлое? Наверняка что-то есть. Но вот я сходу не могу это придумать. А вот если ты живешь, ты родился в Коми, то мне кажется, что вот это... насколько просто себя идентифицировать с этим народом. Надеюсь, что у вас так. Я очень надеюсь, что вы цените эту принадлежность, что вы цените свою культуру. Ну, я вижу в ваших работах, что это абсолютно точно так. Сегодня мы будем... Можно следующий слайд? Там какая-то подсказочка. Мы поговорим, о том, как я подхожу к созданию театрализованных представлений, как я работаю над праздниками, что меня вдохновляет, чем я подпитываю свою творческую энергию. Сейчас небольшая подсказочка. Мы уже с вами проговорили в самом начале, что искусство – это вещь довольно абстрактная, и каждый воспринимает ту или иную картину, ту или иную песню абсолютно по-разному. Кому-то она может понравиться, кому-то она может не понравиться. Однако я убежден, что самое важное для режиссера – это смотреть. Смотреть не в своем круге, а вылезать далеко за пределы своего круга, смотреть, слушать, все это впитывать. Впитывать не максимально глубоко. Вот дальше идет история, я немножко образ сейчас такой нарисую. Есть огромный поток информации, он бесконечный, благодаря интернету, благодаря всему. А у вас есть фильтр. Вот этот фильтр вы делаете сами. Что пропускать в себя, а что не пропускать. То есть если вы смотрите какое-то кино, вы можете что-то для себя оттуда взять, а что-то оставить за бортом. А можете воспринять это как целостное произведение и дальше всем говорить, какой крутой фильм, как он мне круто понравился. Или же про песню тоже. Кому-то она может очень сильно понравиться, а вам, например, она вообще абсолютно не зашла, и вы своим фильтром ее отсеяли. И я убежден, что чем больше сетка на вашем фильтре, тем вам проще будет сочинять что-то новое. Например,
у меня есть сценарий, он лежит в столе, ну, то есть он не использован. Когда еще не началась пандемия, мы очень сильно хотели сотрудничать на 75-летии победы в Великой Отечественной войне, чтобы я стал режиссером, и мы сделали представление, который прошел бы в театре оперы и балета. Я даже приехал в театр оперы и балета, мы даже там походили, даже я уже зарисовал себе декорации какие-то, и уже был готов писать сценарий, уже были заметки. И тут грянула пандемия, и, по-моему, в 3-й или 4-й день сидения дома я сел и написал этот сценарий, потому что я решил, что пускай в столе лежит хотя бы сценарий. И вы не поверите, чем я вдохновился. Я, когда анализировал, откуда у меня вот эти идеи, я понял, что на меня повлияло 2 произведения, которые я посмотрел в последние 3 месяца. Первое произведение – это французский мюзикл «Дракула». Может быть, кто-то смотрел, там есть начальное открытие этого мюзикла, они поют какую-то песню, я, к сожалению, не знаю, по-французски не умею, но там что-то «Ce que je vis, ce que je vois». Вот, они там безумно красиво, эта экспозиция, представляют нам персонажей, они двигаются красиво, там многоэтажные декорации. Это первое, чем я вдохновился. А второе, чем я вдохновился, это сериал, я даже не помню, как он называется, неважно. Нет, «Почему женщины убивают». Абсолютно, жена смотрела сериал, я просто в какой-то момент сел, прикольно. Сериал абсолютно проходной, сюжет следующий. Есть дом, в этом доме в 920-х годах жила одна семья, в 960-х жила другая семья, и в 2000-х живет третья семья. И во всех этих 3 семьях, как мы понимаем из названия, потому что в названии тема, почему женщины убивают. Кого-то убивают. И в какой-то момент пара, по-моему, современности начинает танцевать в этом доме, и вдруг все 3 времени объединяются. До этого это было абсолютно дробленное повествование, никак не пересекающееся. И вдруг в последней серии они начинают танцевать, и все 3 времени сливаются. И вот тогда я подумал, классно было бы сделать это и в своем взгляде на события Великой Отечественной войны. То есть задать 3 времени: довоенное, военное и современное, например. И показать их в одном и том же месте. То есть мы делаем единство места, но абсолютно разное время. И мы делаем не линейное повествование, а по очереди представляем персонажей, которые в свою очередь в финале… Ну, как это выглядит? Берем простой прием. Довоенное время. Заготовка сена, передаем сено, и вдруг там раз уже снаряд. И мы уже передаем снаряд, потому что мы знаем, что переоборудовали все заводы и так далее. То есть до этого мы производили, вряд ли сено, какой-то другой продукт в довоенное время. Да, мирный продукт. И вдруг мы начинаем передавать снаряд. То же самое, и потом этот же самый снаряд, там осколок этого снаряда уже находит кто-то в современности. Поскольку сцена довольно большая, там можно делать именно даже световые какие-то акценты. И вот этот сценарий, он у меня практически расписан, там по главным героям есть еще вопросы, но если когда-то нужно будет, я, наверное, его восстановлю и додумаю. Я к чему? К тому, что вдохновиться можно чем угодно. Давайте поговорим вот про видео, про экраны. Скажу вам так. В моем учреждении, в культурно-досуговом центре «Московский», это учреждение признано не раз лучшим учреждением города. У нас нет камеры, ни одной. У нас нету студии звукозаписи. У нас нету ни одного микрофона для записи песен. У нас нету, чего у нас еще нету? Наверное, дым-машины. У нас есть кейзеры какие-то, но дым-машин нормальной у нас нету. В общем, все не так радужно, как кажется. У нас очень много чего нету, поэтому приходится изобретать что-то. Но благо сейчас в современности у нас есть все под рукой. У нас есть телефоны, у нас есть базовые какие-то программы на ноутбуке, в которых можно монтировать. И в позапрошлом году, в 2020 году как раз это был, получается, у нас 75-летие Победы, в позапрошлом году случилась следующая ситуация. Мне позвонили из администрации района и сказали, это было 8 мая, завтра мы должны выложить 2 ролика от ваших коллективов.
Я говорю, звоню коллективам, говорю, надо снять ролики, пожалуйста. Они такие, у нас нет камеры. Я говорю, ну у вас есть телефоны, снимите ролики. Они говорят, мы не успеем. Я говорю, ну хорошо, выезжаем. Прямо сейчас. Город пустой, никого нет, все перекрыто. Мы выехали, и просто, если честно, я не знаю, гордиться этим или нет, но сделали мы, я снял ролик на свой телефон, просто вот держа его в руке, я снял ролик для капелла группы и там ролик, где танцуют. А мы можем зайти в папочку, где вот моя, да, закончить презентацию? О, спасибо. Все. Да, можно закрывать, что там. Все. Вот, нет, сейчас, секунду. Администрация, мониторинг. Plus 5, вот этот Plus 5. Вот этот ролик, можно звук вывести, если возможно. Ага. Этот ролик я снял просто на телефон, и в тот момент до меня дошло осознание, что вот мы говорили про дороговизну контента, но весь смысловой материал-то мы можем подснимать, если нам что-то нужно. Подснимать на телефоны. Да, вот Центру народного творчества повезло. У вас есть камера. Вы, наверное, можете с ней куда-то выйти и что-то снять. Это здорово. А если нету? Вот что я снял днем, к вечеру уже смонтировал в какой-то программе, которую также осваивал. Ну, пришлось в начале карантина освоить. Можно, пожалуйста? У парней была записанная песня. Мы приехали на монумент. Если можно, чуть-чуть погромче. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степи. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. Снег ли, ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вслед за нами родные глаза. Это я к тому, что человек с телефоном может заменить, в принципе, операторскую группу и все, что угодно. Я это вот во время пандемии осознал, потому что, ну, действительно, мне пришлось освоить там за 2 дня, ну, вот в первый день я учился, делал видео на компьютере при помощи программы Final Cut. И говорить о том, что мы уже даже перестали нашему руководству говорить, что нужна камера и так далее. Мы просто стали вот делать это самостоятельно, абсолютно на телефон. Там есть еще второй ролик, но в нем точно такая же простая задумка, что ребята танцуют в черно-белом цвете по Парку Победы, и в какой-то момент мы у памятника Жукова все это делаем в цвете, и они начинают танцевать уже в цвете, и это все великолепно, красиво и здорово. И тоже снято на телефон в этот же день и смонтировано в этот же вечер. Вот.
К тому, что мы живем сейчас в эпоху, когда видеоконтент можно продюсировать самим дома, сидя на попе, собственно. И вот правильно сказал Виктор Михайлович, что когда вы монтировали видео для своего мероприятия, вы научились многому. Вот ровно так же. Вы начинаете понимать, как работает видеоконтент, вы понимаете, какие открываются горизонты взаимодействия с видеоконтентом. И это безумно интересно и безумно бескрайний. Это бескрайний мир познания видеоконтента. Но с ним нужно быть осторожным, чтобы вот не совершать ошибок, когда зритель не смотрит на артиста и смотрит на экран, или наоборот, не смотрит на экран, а смотрит на артиста. Тут это все нужно очень четко понимать. У нас впереди будет мероприятие крупное. Наверняка нас всех, опять же, заставят делать концерты, посвященные победе в Великой Отечественной войне. В этом году у нас сколько лет? 77. Ну вот, да. Я думаю, что это будет. И я предлагаю сегодня тоже посвятить какую-то часть именно этой теме, чтобы, может быть, родить какие-то заготовочки и для себя, и для концертов, которые вы делаете. Да. Да. Извините, но исходя из отсмотренных программ по республике, на сегодняшний день, то, что касается именно видеоконтента, даже если вы используете стоп-кадр файлы, фотофайлы, это соотношение и пропорция. Берутся крупные цветы, трава и демонстрируется на видео, и при этом люди, стоящие на сцене, вот если логически подумать, просто превращаются в насекомых. Потому что на видео большие цветы. Точно так же берутся дома. Вот это наигрубейшая на сегодняшний день ошибка, которую, к сожалению, вот, не видят. Поэтому мы, когда работаем с видео, обязательно и всегда уделяйте этому внимание. Потому что получается даже та же фотография «Большой дом», понятно, с перспективой, с дорогой, уходящей вдаль, но она не подведена под объем сцены и не, скажем так, не масштабирована под размер людей, которые находятся на сцене. И получается, что огромный дом и люди великие, которые с артистами, которые стоят на сцене, или наоборот. Также, да, получается несоотношение размеров, большие люди, маленькие люди, как такое может быть? То есть элементарная физика должна соблюдаться, и вот на сегодняшний день это самое распространенное. Ну, по факту, если так грубо разделить, то существует два вида контента для экранов. Это когда он выполняет роль художественного фона. И вот здесь как раз нам нужно очень четко думать о том, что происходит именно в этот момент на сцене, потому что если сделать вот это несоответствие, да, во-первых, теряется абсолютно масштаб личности, масштаб человека, и здесь нам на помощь приходят, даже если у вас нет денег на создание каких-то специализированных футажей, бесплатно в Ютубе, на торрентах можно скачать такие паки, где эти футажи будут абсолютно в вашем масштабе. Опять же, проработать это вот с конкретным экраном. А второе – это где вы даете на экране какую-то информацию. То есть информационно. Опять же, видел тоже у некоторых людей, где люди выступают, поют, танцуют, а на экране в этот момент текст. Вот. Чего точно нельзя давать, так это текст, потому что каждый взгляд, это человек автоматически не смотрит на танец, он перечитывает текст, даже если он уже читал, он будет его еще раз читать. Если мы даем какую-то информацию на экране, то мы даем ее, естественно, отдельно от артистов. Либо артисты в этот момент как-то акцентируют на этом, закончили, и дальше снова события. Пожалуйста, да, нужно это фильтровать обязательно. Давайте поговорим вот как раз про образные решения. То, чего я не везде видел и чего бы хотелось чуть больше. Что такое образное решение концерта, там, театрализованного представления, спектакля? Это некий образ, который объединяет все происходящее. Ну, это условно ниточка, на которую насаживается все остальное, все остальные образы. Образ должен пройти от начала и до конца, может претерпеть какие-то изменения. Давайте
прямо сейчас просто сходу попробуем накидать образов на театрализованный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Образное решение. Давайте я начну. Когда мы делали Ренову, у нас таким решением была железная дорога. Это был баннер, он был напечатан. Ну, у нас было мало денег и мало времени, но мы сделали баннер, железную дорогу, по которой ездила дрезина. Она уже настоящая. Ну, это как называется? А как называется поезд, который ездит вот так? Дрезина? Так, дрезина. Ну, да. Вот. Она ездила по этому баннеру, и, собственно, дорога. Почему? Потому что война до Республики Коми не дошла. Это люди ушли на войну. Здесь люди трудились и отправляли все туда. Отправляли через что? Через дорогу. Вот эту самую. Вот. Поэтому я, как человек, который просидел в библиотеке пару дней здесь, в Сыктывкаре, решил, что это будет дорога. Еще давайте подумаем, какое образное решение просто вот себе, чтобы можно было понять. И как оно может трансформироваться, что на нем может происходить. Давайте, друзья. Женщина-мать. Вполне. Но это скорее... Шинель пишут. Шинель. Да. Ну, подождите, давайте разберемся. Женщина-мать – это образное решение? Да почему нет? Может быть и образным решением. Мать, которая родила, отправила, ждала, и дальше вдруг, ну, там, что-то же может произойти, и дальше уже этот образ матери живет внутри солдата. Он там, благодаря этому образу выжил, он благодаря этому образу воротился из похода и теперь желает жить, там, а матери, например, уже нет. Нам же нужна какая-то драматургия. Вот, да, образ матери, да, хорошо, хорошее образное решение. Шинель, шинель тоже вполне себе образное решение. Как оно может трансформироваться? У нас эту шинель дарит отец. Давайте подумаем, как можно трансформировать образ шинели? Ну, Если свинская она могла остаться. А? Свинская могла остаться от кого-нибудь. Отец передался. Свинская же сначала. Да, ну вот смотрите, у нас есть огромная сцена и есть маленькая шинель. Ну трудно. Трудно это сделать образным решением, например, на большой сцене. Если это какой-то камерный театр, да, окей, почему нет? Надо как-то ее укрупнять, как-то делать ее, там, даже не знаю. Она может появляться в разных ситуациях акцентом. Да, я тоже придумал. Возвратом опять. Что шинель может быть солдатская, шинель может быть солдатская. Как сквозное действие. Женщина выражает, например, в этих условиях какие-то матери на этот образ. Шинель, который пошили потом что-то мирное, в итоге машут дети. Как бы игрушкой. Игрушка вот эта сваленная, да. Трансформировалась. Да, вот видите, круто, сразу накидали. Еще, давайте еще какой-нибудь образ. Данил, покажи, пожалуйста. Солдатские сапоги, письмо, гармонь. Гармонь, понятно. Каска, да. Говорить. Шинель, да. Солдатские сапоги, ну, вся одежда может, да. Громкоговоритель, да. Пристань. У нас в Петербурге, поскольку эти громкоговорители, они еще сохранились, их не все снимают, те, которые были еще во время Великой Отечественной войны, во время блокады, и они как раз очень акцентированы у нас в городе, поэтому их очень часто брали как образное решение. Хочу вам показать один номер. Возможно, вы его видели. Это не мой номер, я не имею к нему никакого отношения, но уже несколько лет эта песня не вылезает у меня из головы. И более того, даже на этой песне мы не погибли. То, что я тебе скидывал. Вот. И эта песня просто меня всячески поработила. И тот сценарий, который я писал, где нелинейное повествование, там она... Да, мы не погибли. Посмотрим. Я даже сделал небольшую работу. Сейчас мы посмотрим этот номер, потом покажу ту работу, которую я сделал. Можно прям погромче. Не зажечь свечи за здравие, и нельзя в помин души. Мне досталось испытание быть не мертвым, не живым, и взлететь
вечности, словно птицы над рекой. Мы в бою пропали без вести, не найдя в земле покой. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Будут вечно наши матери ждать от нас любую весть. Все, кто веры не утратили в то, что мы на свете есть, не живые и не павшие, не пришедшие с войны, просто без вести пропавшие сыновья своей страны. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. Нам безымянных высотах земли наши слышны голоса. Теплый дождь моросит весной, пряча слезы в закат. До утра в тишине ночной наши вдовы не на безымянных высотах земли наши слышны голоса. Если вдруг кто-то не видел, поправляю. Наверное, вам сейчас хорошо. Обратите внимание тоже, как здорово, что я видел какой-то номер, где тоже пытались придать святости вот этому подъему на небеса, но сделали прицеп вот за систему, которая была спрятана под одеждой. Да, лонжу, спрятана система, именно которая, вы знаете, здесь и между ног цепляет, которая, вот, и они еще так перекособочились немножко, это выглядело комично. Здесь же очень крутое решение именно за руку. Мы прям летим на свет, как Супермен. Да, нет. Получилось такого, как будто они ушли в небеса. Такая не надо, нам же нужно только намекнуть на это. И просто чуть-чуть, вот они уходят, они же не погибли. Так, это потому что не видно было. Ну да. Может быть, да. Да, ну вот у меня как раз не сложилось, видимо, может быть, я до этого плохо показывает качество. Там вживую, когда смотришь нормально, наверное. Там видно хорошо, как они поднимаются. Там и видно эту веревку, и она не выглядит какой-то инородной. Это открытый прием. То есть там... Я прям увидела сначала веревку, а потом человек на нее сядет.
Да. И они там спускались, по-моему, не как петли, они спускались как моноверевка, то есть не было ассоциации, они с этим хорошо вроде поработали. Так вот, к чему я все это? У меня эта песня играла в голове, и я думал, с чем бы ее совместить. Я понимал, что целый концерт на одной песне делать это сложно, не нужно. И я сделал вместе с коллегами литературно-музыкальную композицию. Мы нашли стихи, к сожалению, даже автора уже не помню, объединили, в общем, литературный материал вместе с этой песней и сделали вот композицию, которую тоже хотел бы вам сейчас показать, может быть, фрагментарно. А где у нас свет выключается? Давайте я выключу, чтобы не... Первый, да. Наши слышны голоса. Да. Делали мы в мюзик-холле, Не зажечь свечи за здравие, и нельзя в помин души. Нам досталось испытание, быть ни мертвым, ни живым. Остановился танк на башне. Железный гроб, молчит броня. Открылся люк с вершины башни. Парнишка смотрит на меня. Белоколовый в гимнастерке, а прокопченные глаза глядят измученно и зорко на мир, где кончилась война. И взлетев в объятия вечности, словно птицы над рекой, мы в бою пропали без вести, не найдя в земле покой. Еще гремело в отдалении, мелькали молнии острия, но все же бой озарели. Не одолели соловья. Поет, слагая гимны мертвым. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наших слышны голоса. Поет, слагая гимны мертвых. Эй, лейтенант, домой ступай! Но пальцы к поручням примерзли, не оторвать, хоть отрубай. Не отпускает сталь солдата. Кровь бьет, какая месть. Он понял, дергаться не надо. Его удел остаться здесь. Он в танк вернулся, люк задраил, и вновь в раскачку вдоль страны мы от инфарктов умираем. А лейтенанты от войны. Мы не погибли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Еще их носит ветер лютый по обезкровленным полям. Но приглядись, они оттуда с войны. И государство там. Будут вечно наши матери ждать от нас любую весть. Все, кто веры не утратили в то, что мы на свете есть. Не живые и не павшие, не пришедшие с войны, просто без вести пропавшие
вечном гневе и огне. Блуждают призрачные танки по узкой огненной дуге. Теплый дождь моросит весной, пряча слезы за край. До утра в тишине ночной наши вдовы не спят. Война, 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 война взяла их в час великий. Любовь и разум ослепят, и до последнего их крика не отпустила от себя. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Вы не погибли, вы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли ваши слышны голоса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Микрофон. Да. Здесь было видно, как экран мешал, но это было решение главного режиссера концерта, вот, поэтому, к сожалению, он режиссировал именно эту. Это был мой мастер Александр Иванович Березин, и он очень хотел, чтобы был экран, хотя местами хотелось бы, чтобы его не было, когда там люди раскидывают. Вот, мы взяли одно стихотворение, мы взяли, ну, простой параллельный монтаж. Просто очень вот, хотелось поделиться именно этой песней. Надеюсь, после того, как вы прослушали ее столько раз, она у вас заест, и однажды вы что-нибудь тоже с ней сделаете, потому что она очень классная. Мне кажется, что она способна влиять на умы людей в наше время. Образные решения, вот мы с вами чуть-чуть поговорили про это. Про выразительные средства, про то, чем мы можем передавать нашу информацию, нашу мысль, нашу идею, нашу тему, нашу сверхзадачу, которую мы с вами хотим вложить в наше театрализованное представление. Какими чаще всего мы пользуемся выразительными средствами? Сразу говорим актеры, сразу говорим масса, сразу говорим танец, сразу говорим музыка, сразу говорим что еще? Песня. Театрализация – это прием, а все-таки вот выразительное средство именно. Экран. Экран, вот почему-то я был на самом деле удивлен, что в каждом представлении, которое мне скинули, в каждом представлении был экран. Очень популярное выразительное средство, видимо, в республике сейчас. Хорошо. Еще какие выразительные средства мы сейчас часто используем и какие, может быть, новые, интересные можно придумать? Ткани, костюмы. Ткани, костюмы, конечно. Опять же, можно совмещать проекцию, ткани, костюмы. Еще тот же дым, дымовые завесы, тоже на них классно проекцию делать. Еще. Какие еще выразительные средства есть? Ну, которыми можно пользоваться. Свет. Свет, конечно. Свет, да. Огонь живой, вода. Да, ну огонь сейчас трудно. Огонь, да, сейчас очень трудно где-то, ну, если только на уличных мероприятиях. Откроем вам тайну, уже можно. Здесь? В помещениях уже разрешено. Не спрашивай. Питер, ну просто... Официально разрешено. С какого года? 3 года уже как разрешено в помещениях. 3 года уже разрешено. В прошлом... Академический огонь вообще не запрещают. Слушайте, У нас есть приказ, что все под запретом. Да. Даже бенгальские огни с Нет, хлопушкой. может быть региональный, а я имею в виду федеральный закон. Нет, в прошлом году я вечер памяти католикова делал. Нам в стаканчиках там
85 свечек должны были проходить. Ага. Запретили, просто одни стаканчики на свет. На репетиции было классно, Нас сейчас а на в день проведения мероприятие запретили. приглашают тоже с живым огнем. Каким-то образом это пробито. Не знаю. Ага. Греческий огонь, опять же, холодный. Ну, в государственных учреждениях творится полное безобразие. Во всяком случае, в Петербурге нам, например, срезали лестницу. У нас есть второе здание у культурно-досугового центра «Московский», и нам срезали лестницу на второй этаж, потому что она по метражу не может там находиться, и теперь на второй этаж, к сожалению, нельзя попасть никаким образом. Веревочная лестница. Да, в том-то и дело. Шутки шутками, а у нас в учреждении, поскольку такой возраст довольно почетный у всех работников, там, вахтеров и так далее, поэтому туда могут подниматься только вот я и еще 3 сотрудника по веревочной реальной лестнице, которая оттуда скидывается, но там нельзя находиться по документам. То есть, если ты там находишься, это преступление и нарушение техники пожарной безопасности. И хранить там тоже ничего нельзя, хотя у нас, естественно, хранится. Вот, поэтому творится полное безумие везде. Окей, еще давайте по выразительным средствам. Еще. Предметы. Тумба, стол, то есть, которая может работать. Декорации. Декорации. Да, конечно. Декорации. Даже животные. Антуражи. Даже животные. Животные, да. Давайте. У нас сейчас эра равноправия. Животные тоже актеры. Хэштег. Еще в чате. Слово, да, безусловно. Второй номер, уже устаревшая форма. Не согласен с вами, Михаил. Вполне себе литературно-музыкальные композиции живы. Они сейчас получат второе рождение, я в это верю и буду в это вкладываться. Нет, правда, литературно-музыкальные композиции это круто, они очень хорошо доносят. Да, это может быть не лучший вариант, но можно сделать хорошо. Арсений, можно я скажу, почему я так написала? Я со страницы Михаила, Марина Калинина, режиссер Сыктывкара. Вы нам показали 2 номера сейчас, одинаковую песню. И если сравнивать, я написала, что второй номер, он гораздо хуже, он проигрывает. Почему? Потому что вот это вот вклинивание, не было мурашек. Самое главное, ведь задача не донести до зрителя, какой режиссер молодец, как он круто сделал, сколько он использовал форм, а чтобы зритель сидел, и у него прямо мурашки. Вот первый номер, да, ребята висели в шинелях, это, просто смотришь, это огонь. Не надо ничего лишнего. Вы показали 2 номера, я вам написала. Это мое личное мнение. Я с ним абсолютно согласен, местами, естественно. Просто я считаю, что добавив стихи и литературный материал в эту композицию, мы сделали что-то новое. То есть мы не повторили эту песню, мы не сделали номер под эту песню, мы сделали что-то другое. И у нас такая была задача режиссерская. То есть нас попросили сделать литературно-музыкальную композицию, которая вот в этой части концерта будет уместна. Мы ее сделали, и она была неплохо и принята зрителям. Возможно, опять же, то, что там профессиональная запись, а здесь нет, тоже не передает всего интереса, но, во всяком случае, я об этой работе не жалею. Возможно, она чуть хуже, чем у господина Козловского, по-моему. Но спасибо за мнение. Согласен. Если бы я показал сначала эту, потом ту, нет, это еще хуже было. Вот. Поэтому, да, я согласен, что в этом сравнении, конечно, проигрывает. Бюджет не сравним абсолютно. Бюджет не сравним никак. Бюджет там есть, а там нет. Нет, дело даже не в том, что не оправдываемся бюджетом. Мы все-таки нашли эти костюмы, где-то их сшили за несколько дней, все получилось. Вот. Но, конечно, да, это 2 разных жанра. Один литературно-музыкальная композиция, другая песня с... Вот. Спасибо. Так, мы продолжаем по выразительным средствам. Давайте еще. Помимо сценографии, помимо животных, помимо огня, воды, всего еще, дыма, тумана, что мы еще можем сделать? Что еще можно считать выразительными средствами режиссера? Слово. Теневой театр. Теневой театр. Кайф, кстати, люблю очень теневой театр. В последнее время его не очень почему-то хорошо делают, хотя вот раньше видео были просто сумасшедшие. Я не видел просто давно почему-то. Считается уже не модным, но сейчас, мне кажется, слава богу, опять возвращается. Сейчас неоновые вот эти вот истории были у кого-то в театрализованном представлении, где неоновое освещение, руки были. Сумасшедший, кстати, номер у вас очень крутой с руками, когда в гала-концерте, наверное, все видели, когда
из вот этой вот пластики такой огромный уходит в руки. Я показал даже художественному руководителю своего дворца Наталья Борисовна Скоморох, у нее фамилия вообще потрясающая женщина. Вот. Она тоже режиссер, такая уже старенькая. И она просто вообще в восторге. И она каждое движение пыталась интерпретировать. Она ставила и говорила: а вот это ты понял, что это? Ты понял, что это? Что он сказать? Ой, бля, какая работа. На самом деле работа чужая. Это, если не ошибаюсь, японский хореограф, который занимается конкретно хореографией только с руками. И данная картина, как выяснилось, вот, был фрагмент, мы не снимали подробно точно с его, то есть мы дорабатывали уже сами, но когда мы поняли, в чем суть этой картины, мы вообще вот до мурашек пришли. Это гораздо больше людей, расположенных на разных постаментах, и это делают все инвалиды-колясочники. То есть еще как бы, ну, вариантов тут прочтения может быть очень много, но он вот конкретно занимается пластикой рук с людьми и с постановкой номеров на руках. Ну, это жутко кропотливая и очень крутая работа, вот именно по рукам. Но я уверен, что закладывали, да? Вы закладывали туда информацию, да, в каждое движение, в каждое, потому что реально можно ставить на паузу и пытаться. Это в школе нам не нравилось. Разгадывать, что хотел сказать автор. А сейчас, когда мы уже взрослые режиссеры, нам наоборот уже нравится, что он хотел сказать, что он хотел. Это наоборот становится квестом, поиском. Пытались подобную вещь тогда как раз на 95-летие сделать с кубами на стадионе, что-то вот нечто подобное было. С кубами. Кубы у нас не состоялись, да, потому что кубы развалились, по-моему. Ну да, да. Ну, это Печора была с руками, вот подсказывает. Печора, да. Они делали, по-моему, они делали это еще и где-то в другом месте, потому что я уже видел этот фрагмент, он взят, и тоже, если не ошибаюсь. Может быть, да, потому что танк уж очень... Театр молодой. Да. Но это все равно очень круто, это здорово. Они взяли необычное выразительное средство, применили его вот касательно военного эпизода в своем представлении. Это хорошо. По выразительным средствам еще что-то, кроме... Лазерное шоу? Лазерное шоу, да. Это, я думаю, что можно включить в цветовое оформление, но и, да. Причем, ну вот, опять же, обратили внимание на то, как хорошо работал свет в номере у Козловского. Да, Козловского. Да. Если что, все копирайт, Виталий, не судите нас строго, что мы показываем в прямом эфире ваше произведение. Так, лазеры, да. Еще, давайте, последнее такое изобразительное средство. Звук был. Звуки. Зритель, да. Зритель! О, вот это круто, ничего себе, как мы такое выразительное средство. Опять же, это получается, что мы соединяем выразительное средство с активизацией зрителя. Очень здорово. Если мы зрителю даем какую-то роль в нашем представлении. Там, не знаю, кто-то был на шоу Славы Полунина. Снежное шоу. Да. Когда в финале там они, значит, начинают безумие, появляются огромные ветродуи, которые сносят тебе просто, ты сидишь там на 20-м ряду, а до тебя доносится такой ветер, что у тебя щеки раздуваются. Когда ты передаешь ткань все время, когда у тебя, на тебя валятся эти шары, тебе нужно от них уклоняться, и все это еще и на тему одиночества. Там это клоун, который, Асисяй, который безумно одинок. От этого не то что мурашки, я после этого сидел в Александрийского театра и плакал просто, когда... Первый раз посмотрел, потому что меня так пронзило это все. Я еще немножко цирковой, поэтому меня клоунада не пугает и не веселит, а скорее вводит в такую легкую тоску, потому что все клоуны ребята довольно грустные. Хорошо, поговорили с вами про выразительные средства. Теперь поговорим про сценарий. Вот скажите, пожалуйста, коллеги, кому как удобнее работать? Вот, прежде чем приступить к написанию сценария, вам необходимо, естественно, выделить тему, идею, желательно найти образное решение, возможно, оно придет чуть позже. От чего проще всего отталкиваться при написании сценария? Как по вашему опыту? Вот вы садитесь, у вас есть заказ, вы садитесь за сценарий, от чего отталкиваться? От темы, понятно, тема есть. Допустим, победа в Великой Отечественной войне. Идея пока еще не родилась. От чего проще всего? Финансов?
Финансов, да, Ну, какой-то материал. Мне какая-то история нужна ее придумать. Архив, литература. Вот. Финансы хорошо. Если они есть, это определенно влияет на сознание. Это хорошо. Скорость. Но, да, на скорость и на масштабы. Но, конечно, всегда нужна история. Для этого мы начинаем работу с документальным материалом. Всегда. Вот когда я приехал работать на Ленову, я на полном серьезе 3 дня ходил в библиотеку. Реально. 3 дня ходил и читал, смотрел, пытался понять, что такое. В Петербурге я знаю, что такое война. Блокада, там все просто, литература просто море. Берешь, что не история, то слезы, на ней можно целое централизованное представление поставить. Что такое война в Республике Коми? Вот, в моем понимании, это случилось дорога. В моем понимании, это вот эти люди, которые ушли и не вернулись. Это вот те женщины, которые таскали, выполняли мужскую работу. Это вот все те образы, с которыми мы работали, которые я видел в ваших работах, которые сам тоже применял не раз. То есть документальный материал. Нам нужна какая-то история, нам нужно зацепиться за что-то, и чаще всего, как показывает практика, найти образное решение именно в документальном материале проще всего. Также, не знаю, как у вас, мне обязательно знать площадку. Ну, в смысле, мне обязательно ее увидеть. Потому что вот ты посмотрел весь документальный материал, много вроде чего-то интересного, но не за что зацепиться. И ты приходишь на площадку, ты просто встаешь посреди этой сцены, и вдруг тебя осеняет, что там, я не знаю, вот здесь мы сделаем там, тот же самый теневой театр, вот здесь, а вот это у вас что лежит, извините, а я могу это использовать? И все, и вот эти штучки на колесиках непонятные тут же становятся вашим решением, вашим каким-то вот, паровозиком, который проведет от начала к финалу и сделает все гармоничным, и главное, где все будет работать на общий замысел, в том числе и это образное решение. Хорошо. По документации. Опять же, еще что может круто подсказать и образное решение и все остальное, это реальные персонажи, реальные герои, которых вы вводите в свое представление или с которыми вы работаете над сценарием. Этим тоже не стоит пренебрегать, поговорить с ветеранами. К сожалению, ветеранов уже все меньше. У вас есть в Республике Коми какой-то подсчет? Еще есть у вас? Конечно. Да. У нас просто в Питере прям там не знаете, Дети войны. Да. Ну, дети войны, да, они еще есть. И поэтому, кстати, да. Поэтому, коллеги, опять же, метод работы тоже меняется. Потому что если раньше мы выходили и говорили: дорогие ветераны, низкий вам поклон, я вот сейчас выходил на концерт в блокаде, посвящен снятию блокады, действия блокады 27 января. Я понял, что я же не могу сказать спасибо вам, низкий поклон, дорогие ветераны, потому что в зале один ветеран. И я уже сказал: ну спасибо, мы все его знаем, там, черный дяденька. Вот, я ему уже все сказал, естественно, благодарил тех, кто отстраивал город, это тоже важно. Вот, ветеранов становится все меньше, и в связи с этим меняется абсолютно задача. Очень, наверное, важно, если это не самое важное, то как минимум в топ-3 важности, это целевая аудитория, с которой вы работаете. Прежде чем вы пойдете в библиотеку, прежде чем вы сформулируете свою идею, прежде чем вы даже приступите к формулировке именно самой темы, на которой вы будете работать, вам нужно понимать, кто ваша аудитория. Среди всех представлений, которые мы посмотрели, которые вы делали, я сказал про целевую аудиторию, где она мне абсолютно четко понятна, только про одно представление, это представление Сахтардина Андрея Валерьяновича. То есть я абсолютно понимаю, что этот продукт от начала до конца вводит меня в курс дела, рассказывает мне понятную историю понятного края. То есть если мы привезем это, например, в Петербург, там это не будет так востребовано. Потому что это привязка к краю, это привязка к конкретному месту, к конкретному действию, к конкретным легендам, к конкретному документальному материалу. И здесь очень четкий рассказ, целевая аудитория, любой человек, который приехал в Республику Коми. Абсолютно любой. Или любой житель Республики Коми.
По целевой аудитории в остальных местах, в остальных представлениях есть вопросы. Кто четко понимал свою целевую аудиторию, своего концерта, своего театрализованного представления? Да, Понимаете? Муниципальный заказ. Конечно. Муниципальный заказ. Все население города. То есть, кто эти люди? Горожане. Горожане. У остальных это земляки, скорее Мы всего. формулировали да? себе целевую группу, целевую аудиторию в зале из, собственно, людей из разных районов Республики Коми. Мы это знали и использовали этот сценарий. И у нас были такие закидоны, вот, для жителей там Устильма, например, реагировал, да? Усть-Полонская горка знаменитая. Ну вот, да. То есть были. Да. Круто. Мы это прописывали, это только в зале, мы предполагали. Супер. Вот это очень важно, вы это сделали, это здорово. Я почему на эту тему рассуждаю, потому что меня в зале не было, к сожалению. Я смотрел это через экран, и мне очень хотелось понять, и мне нравилось, когда показывали зрителя, особенно радостного зрителя, или наоборот, грустящего зрителя от военного блока, или какого-то такого. Это очень важно. Это очень важно, чтобы мы всегда понимали, для кого мы делаем праздник, для кого мы делаем мероприятие, что им интересно. Поэтому так сложно сейчас делать, например, подростковые мероприятия. Это вообще невозможно. Потому что у ребят настолько сфера интересов огромная и в то же время дробленая, что попасть в какую-то середину, золотую середину найти невозможно. Поэтому, во всяком случае, я в Петербурге отчаялся делать для них какие-то игры театрализованные представления. Мы делаем скорее квесты какие-то. Квест-стори есть такой формат, я проводил его в этом зале. Может быть, будет вам интересно. Я могу немножко рассказать про квест-стори. Это когда к вам приходит класс, 2 класса, неважно, их человек 30. У вас есть материалы, 30 штучек. Вы раздаете каждому материал, он достает, у него там роль. Я там председатель ПСЖ, например. Ваша задача избраться. У вас есть столько-то денег, вас не любят. То есть история полностью вашего персонажа. И так у каждого. Мы даем 10 минут, они прочитали, дальше мы говорим. В ПСЖ номер 14 беспорядок. Затапливает подвалы, на чердаке какают голуби, нам надо с вами разобраться. Среди нас есть, знакомим всех персонажей, и дальше в течение 2 часов отпускаем ситуацию. Периодически там вбрасываем какие-то вещи. И дальше дети общаются между собой, местами дерутся, местами ржут, местами делают коалиции, начинают строить какие-то планы. И как раз вот этот продукт, я вам объясню. Ролевые игры. Да, это абсолютно четкие ролевые игры. Этот продукт я придумал еще будучи, я уже закончил университет, ко мне обратились в муниципальное образование, сказали, у нас есть заложена статья на пропаганду, точнее не на пропаганду, а на повышение политической грамотности молодежи. Что можете предложить? Я говорю, ничего не могу предложить, ну вот могу квест написать. Интересно, давайте сделаем. Провели квест, и остальные 5 муниципальных образований моего района и 6 муниципальных образований соседнего района купили у меня эту программу, она отбилась там во много раз, и потрясающая, и после этого я закрыл ИП, потому что понял, что лучше я уже ничего не придумал. Вот. Круто, когда делаешь какой-то уникальный продукт, который... Потому что как повышать политическую грамотность молодежи, никто не знает. А вот этот квест, он их погружает в эту атмосферу склок, войн, и в итоге нужно донести до школьника, чем занимается муниципальное образование. Вот вы знаете, чем они занимаются? В организации хозяйства и жизни, улучшения, обеспечением жизни в человека. муниципальном районе. Я тоже сначала так формулировал. Потом я прочитал устав, ну, во всяком случае, в Петербурге, я не знаю, как это, наверное, это везде так, но по факту муниципальное образование занимается распределением средств. Они просто решают, куда им дают денежку, а они их просто распределяют. И приоритеты какие-то выставляют. Поэтому чем более нравственные люди там сидят, тем более равноценно распределение денег. Хотя, как, ну, я не знаю, как все работает, я далек от этого всего, но я прочитал и понял, что это делать так, и рассказал об этом детям. То есть я сначала утвердил муниципалку, я говорю, вы же просто деньги распределяете. Они такие, ну, если грубо, да, я говорю, ну и все, я так скажу. Вот, мы так и нашей игрой так и сделаем. Если будет финансирование, мы его распределяем. А к чему я про это вообще рассказываю? Запутался. Что с молодежью нужно работать? Да, потому что подростки жутко, да, жутко сложные ребята, с ними сложно.
У меня, а можно посмотреть, какие у меня есть видосы? Просто что-то еще хотел показать. Может быть, там есть что-то молодежное? Нет, молодежное, все чуть про войну. На Масленицу. Ой, вот. Блин, что-то я сбился немножко с мысли, но просто интересный момент. На Масленицу я сшил себе костюм блина. Реально. У нас, к сожалению, Масленица не очень культивирована в Петербурге, но это один из моих любимых праздников. Я его обожаю. Раньше мы всегда в ЦКО работали, в Центральной парке культуры. Мы всегда что-то организовывали, что-то делали. Сейчас это немножко подсдулось ввиду пандемии, да, и как-то люди не очень горят желанием праздновать. Ну, посмотрим, как в этом году. А я обожаю это делать. Я сшил себе костюм блина и сделался таким персонажем, который кочует из района в район и периодически ведет мероприятия. Меня там где-то сфоткали в метро как-то раз, я снимал ролик. Вот, и тоже на телефон все было отснято. Потом давайте в конце нашего мероприятия просто покажу вам прикольный ролик, где я бегаю по городу. Это тоже забавно. Просто потому, что я очень люблю мероприятия. И молодежь, кстати, тянется тоже вот к этому приколу. Сейчас пока не нужно. Давайте поговорим Вот мы с вами приступили к написанию сценария, у нас появилось образное решение, у нас появилось... Мы понимаем наши выразительные средства, мы понимаем нашу целевую аудиторию, мы приступили к написанию сценария. И вот здесь как раз вопрос того, какие у нас есть номера, какие у нас есть артисты, какие номера нам нужно доделывать, номер штрих, номер мост, номер эпизод, в смысле, эпизод штрих, эпизод мост и так далее. Нужно нам выстраивать сценарий. Можно пойти по простому пути от начала истории к концу истории. А можно сделать все нелинейно. Вот как я предложил, что у нас есть одно место действия и 3 разных временных отрезка. Какие еще примеры мы с вами можем придумать именно нелинейного повествования? Давайте подумаем. Когда нам не нужно идти по истории от начала к концу. Ну, например, от конца к началу. Можем как-то придумать почему-то. Ну, наоборот, можно. Можно пойти наоборот. Надо как-то это оправдать, единственно, сценарно. Вот. Но вполне. Почему нет? То есть пойти от современности и уходить все дальше и дальше, дальше в историю, чтобы прийти к каким-то истокам. Интересно? Интересно. Еще как мы можем комбинировать вот именно эпизоды, чтобы не выстраивать их по очереди. И чтобы драматургически и темпоритмически это тоже не влияло на наш сценарий плохо, чтобы это было выстроено от, ну, по нарастающей все, что с отдыхом и так далее. Можно смену героев делать. Смену героев? В смысле? Ну, связать между собой абсолютно разных людей. Так. И у них своя история, своя жизнь, но да. в какой-то момент их судьбы перекликаются, и да. одна передается другой. То есть, как бы, по сути, это не одна история, это много разных историй, но в которых есть одна нить. Да, да, да. Она чем-то объединена, то есть там, их предки условно воевали. Либо вещь какая-то, либо... Да, либо вещь объединяет, либо в конце мы узнаем, что это действительно, ну там, исторически им было суждено это встретиться, тему судьбы затронуть. Да, хорошо, хорошо. Так было, по-моему, в каком-то фильме. Мне кажется, так уже по-всякому везде было. Да, 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 в том-то и дело. Надо просто вспомнить, и все сейчас. И хочется как-то интереснее, чтобы не выстраивать все в линию, потому что уж слишком причесано, уж слишком стройно, уж слишком предсказуемо, а хочется удивлять зрителя, хочется вот ронять. Хочется, чтобы в промышленном эпизоде появилась бабушка в коми-наряде. Хочется, чтобы там, не знаю, у бабушки в деревне пришел парень из эпизода... эпизод... Не эпизод, а... Корпорация. Ачьяна. Корпорация в этом же эпизоде была. Да. Стиль Печора. Да, и вот если бы вот этот корпоративный чувак пришел вдруг к бабушкам в эпизоде, да, такой, и вдруг они чего-то начинают обсуждать. То есть именно делать какие-то, немножко волнообразные, потому что первая часть концерта была очень ровная, прям вот ровная. Вот колыбельный потрясающий, дальше идет. Я, кстати, потерялся немножко. Это были одни и те же персонажи, которые дальше шли? Нет. Разные. Все, значит, нам надо было показать все муниципалитеты хотя бы по одному какому-то эпизоду и номеру. И поэтому там повторов быть не могло.
И надо было сложить так, чтобы это было и по темпоритму едино, и гармонично, и логично, и задача непростая. Нет, все равно все очень здорово. Отдельное уважение людям, которые отвечали за экран, потому что там, первую часть он работал очень круто, именно антуражно. Там очень хорошо работала изба и все остальное. Это было очень здорово. И во втором эпизоде я в какой-то момент немножко потерялся после вашего эпизода, где пошли фамилии, я просто очень потерялся. Я увидел, что вы не дошли даже до какой-то до буквы Д, вы, по-моему, дошли. Да. То есть непрерывно в течение... Оно же целенаправленно было так мелко, чтобы никто не смог даже прочитать. В течение 5 минут идут фамилии, и мы понимаем, что номер заканчивается, а мы только на букве Д. Причем это реально с видео вот этих списков, они не были зациклены, они реальные и были взяты исторически с сайта, с которого невозможно скачать видео, тем не менее скачивались программы, пытались это взять, потому что эти списки это реальных ссыльных в Республике Коми. И они закрыты для доступа, и нет возможности скачать, потому что это закрытая информация. Но вот у нас получилось, и мы этот прием оплатили. Это очень круто. Меня это сильно тронуло, поэтому я говорю, что дальше у меня немножко все так в тумане было. Тяжело дальше все воспринималось в голове, но я помню, корпорация же после этого была. Да. Потом выходили на смену времен комсомол. Да. После комсомола шла Воркуты. Арктика моя, после Арктики моей корпорация и завершал. А дальше там еще какие-то номера были, по-моему, да? Да, дальше начинался блок, следующий блок уже современный. Современный, да, ребята. Тоже, кстати, из Воркуты, по-моему, кого-то был артист. Воркуты не было много. Воркута была Арктика, Скрипач. Ну вот, я и вспомнил. Я же говорила только что, что очень тяжело было взять. У нас, по-моему, Скайгородка как никого не... Бурылов. Да, Бурылов. Ну, много из Соскогорска тоже замечали, что ну, это вопрос политический, конечно, тоже. Да, я понимаю. Вот, не созрело ни у кого еще какого-нибудь предложения, как можно нелинейно выстроить эпизоды, не по истории, или, например, вообще не брать историю. Не, почему можно же взять историю? Например, если кто помнит, песню Высоцкого, не популярная песня, где про этих альпинистов-то. Нет, про скалолазов, немецкий полк скалолазов, сформированный скалолазов. В общем, в мирное время на Украине. И там же, на Кавказе, Кавказские горы, там часто экспедиции снаряжались. И вот были немецкие, ребята, и альпинисты, да, и русские вместе, они забирались на одну и ту же гору. Началась война, и от лица русского солдата он повествует о том, как вот, мальчик, мы с тобой в мирное время вместе поднимались на эту гору, а теперь я должен тебя сбросить. Теперь ты должен умереть. Вот ты немецкий. И там повествование такое было, что, мол, мы с вами днем там воюем, да, а ночью там с той стороны кричат на ломаном русском: «Эй, знаете вы такого? Вот он сегодня погиб, вы там вместе в горы ходили в какое-то время, и так далее». То есть разделение. Историю, допустим, двух людей абсолютно разных. Одна и другая, которые друг друга сменяют. И в какой-то момент они пересекаются. Да, в какой-то момент они вот какой-то катарсис такой пересекаются. Да. Даниил, покажите. А там как раз вот и было, как раз написали, что две временные линии, можно дробить каждый фрагмент, то есть одну историю дробить на, как объяснить, каждый фрагмент делать разным, дробленым, и дальше он объединяется. К примеру, брать за идею слова, у нас Наталья Соколова делала программу, я уже не помню в каком году, берется слово «победа», и дальше оно дробится. О – потеря, Б – беда, и в конце остается дар. Да? И в процессе концерта идут разные фрагменты, эпизоды, которые соединяются между собой, как раз-таки работой тыловиков, которые работают, таскают, колотят, и появляются вот эти слова. Победа, потом потеря, потом беда, и потом
в конце дар. И светом высвечиваются первые две буквы и складывается слово «победа». А повествование идет каким образом? Повествование разных событий, которые происходили в этот период времени. То есть, Военный период. Да, военный период. Да. И в конце это все объединяется. Да, то есть получается, это работа что... Натальи Соколовой. Да, еще здорово, что берется не большой период времени, а маленький. Да, и он просто... То есть рассказать какую-то конкретную историю. Как сейчас работа тоже была вынужденная у нас. Можно мне вопрос? Что нужно сделать, чтобы я согласен. Вот, друзья, сейчас фрагментарно тоже покажу работу. Показывали ее в Мурманске, если не ошибаюсь. Был фестиваль «Салют талантов». Нет, «Салют Победы». «Салют Победы» есть? Фестиваль «Салют Победы». Да. Поленова? Ну, да, проводил, организовывал. Виктор Михайлович, не туда вы ездили? Мы ездили, да. Наверное. Вы ездили в каком году? Ой-ой-ой. Ну, я помню декорации вот эти. Значит, мы коллеги были тогда. Вот. И мы делали неплохую вроде как работу, в которой мы взяли за основу тоже историю Алексея Ковалева. История Алексея Ковалева. У него история следующая. Жене приходит похоронка, не похоронка, приходит письмо, муж контужен, все плохо, она приезжает в госпиталь, его забирает, говорит, мы будем о нем заботиться, это наш кормилец, а у него рук нет, ног нет, говорить не может. То есть все, просто полежка. Вот. Заботиться об этой полежке будем, дети, поклонитесь отцу, это ваш отец, мы, значит, теперь его любим. И в какой-то момент она слышит стук шагов, выходит на крыльцо, а там стоит Леша Ковалев с раненой рукой. Он заходит в избу, видит картину, что там сидит обрубленный, ужасный, и он, значит, не в силах подобрать слова, поклонился жене к земле. Вот. За великий его подруги не мстят, и там сейчас, кажется, будет стихотворный материал. И мы просто взяли эту историю. В чем была сложность постановки? Нам дали коллективы, с которыми нам нужно работать, и они не все подходили под, к сожалению, нашу задумку. У нас, к сожалению, в Петербурге Дом народного творчества – это скорее соперник, чем помогательный орган. То есть они скорее чаще мешают культурно-досуговым учреждениям, домам молодежи и так далее. Завидую, что у вас так все здорово и что вы все работаете в единой связке. У нас очень большая конкуренция в Петербурге, причем непонятно, за что конкурируют. Концерт «Письма с фронта», город Санкт-Петербург. Автор сценария и режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Скоморох. Музыкальное оформление Александра Демидова. Я стал яснее понимать сейчас, зачем живу. И почему так странно теснилась боль в душе моей не раз. На всех живущих и наживших нас всего одно единое пространство, как память, как свидетель бездны судеб, которых поместилось в ней не счесть. Объединив всех тех, кто был и есть, чтобы вместить однажды тех, кто будет. Это судьба моей Родины, это судьба моего народа, это моя судьба. Алексей Ковалев. Я знаю о войне лишь понаслышке.
моих приходит. Празднуем победу, но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Похоронки забывать не смей. Все это надо помнить нам. Дорогая моя, любимая, сейчас у нас на фронте затишье, и все бойцы пишут письма. Только этот треугольник ниточкой тоненькой нас с тобой связывает. Это не просто письмо. В нем душа моя, мысли и любовь безграничная. Мы все живем этой любовью и письмами от вас. Твой Леша. Мыло 2 брусочка и немного крупы. За меня не беспокойся. Нас скоро. А Машеньке передай куклу, которую я смастерил на привале. Вот. Целую ваши ласки и пяточки. На войне по вам скучаю, всех целую горячо. Нежно, крепко обнимаю, дай Бог, свидимся еще. В номере мы задаем Страданий, голод. она куда-то убегает. Родные, нахожусь под Ленинградом. Город взят в кольцо. Вижу много страданий, голод, холод. Дальше подводим Война кругом. А я живу в надежде на скорую встречу с тобой. То есть вот персонаж, который все связывает, ходит, на поле боя, и не во сне, а наяву, будет следующий артист. я вдруг увидел пред собою Невы холодные. Уж, наверное, Сестра милосердия. Ах, Катюша, сестра милосердия, до утра Упокой, Господи, душу усопшим раба Твоего, и даже бесполезные печальные воздыхания. Его с нами нет. А к брату Давиду в Осетию. Да, нам дали с собой осетин. Вот, пришлось их тоже вписывать. Мы национальный народ, брата, осетин, и потом поедем. Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны, муж ушел сапогами стуча. на 4-м году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Саратовский лазарет, Саратовский лазарет. ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. Он
хозяином был ее дум и тревог. Запивал их лихим кузнецом. Он ли? Этот бедняга без рук и без ног, с перекошенным серым лицом. И не в силах сдержаться от горя пьяна, Повалившись в кровать головой, в голос вдруг закричала, завыла она. где ж ты, Лёша? Соколик ты мой! Лишь в глазах у него два горячих луча. Но как прежде вставала Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Там, где слезы, там и смех, дождь всегда сменяет снег. А Трофим, он один на всех свинов. Чисто в горнице дышат в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги. Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, как склонившись в дверях головой. Входит в горницу муж Алексей Ковалев. Алексей Ковалев с перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбаясь жене. И, взглянув по-хозяйски кругом, Замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним ни мертва, ни жива. Но было в дорожной пыли, все поняв и не в силах придумать слова. поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, месть простой воротился войны. За столом, как за столом, по-семейному тепло. Где семья, там и дом, там и родина найдется. Часовые пояса, неповторимыми приобретая, для каждого любимая своя, земля отцов и матерей святая, единая страна, великая Россия, широкая Россия, единая страна. То есть выходит Алексей Ковалев, выходит его жена, выходит его дочка, которая писала все зубы. Безумно тяжелые письма падают на голову, потому что кто-то сделал ламинированную бумагу. Прекратила грузить, они падали и били в макушку. Вот. Ага. Вот тоже пример повествования линейного, но с флешбэками, с отсылками назад. Давайте я включу сейчас. Ну, то есть это мы не идем по истории, нам не обязательно идти от начала войны к победе, потому что мы рассматриваем маленький внутренний мирок. То есть еще как вариант нелинейного повествования это рассмотреть одну судьбу, можно даже не две, как вот предлагали. Да. Давайте, конечно, конечно. Нашей команде доверили поехать от нашего региона, от нашей республики на северо-запад
поскольку там Ленинградская область работала, только что видели, да, и соревноваться, состязаться с городами, где творческие коллективы сильные и так далее, буквально нам за 2 недели поставили в известность, сказали: Виталий Михайлович, поедете? Ну, если доверяете, поедем. Денег нет. Только командируют ваши организации. Но мне очень хотелось вывести свой родной Искуломский район, поэтому я сказал, акцент буду делать на село и на историю одного села, а через село историю одного какого-то рода и одной какой-то женщины. И этой женщиной я выбрал, знаете, наверное, поэму Виктора Кушманова «112 Улешовых». И там вот эту главную героиню мы взяли как основную героиню, а через нее всю войну. Вот как через одну фамилию Улешовых прошла война. Через село Бадьёльск Усть-Кулымского района никто не вернулся, 112 Улешовых. И мы вот сделали вот эти, там регламент был очень жесткий, до 35 минут, не больше. Вот. И мы поехали по Мозинский коллектив от Бадьёльска недалеко, то есть буквально все они участники танцевального коллектива и хорового коллектива, они носители фамилии Улешовых. Каким-то образом они имеют отношение к этим погибшим Улешовым. Поехали мои актерское отделение, театральное отделение гимназии искусства. И поскольку денег не было, учителя, которые там, работники, участники самодеятельности, они взяли отпуска в октябре месяце для того, чтобы за счет северных раз в 2 года съездить туда. Замечательно было, поскольку я могу потом, когда создадим беседу нашей сотни, да, сотки, туда выложу вот это наше участие. Было очень хорошо от того, что мы ехали защищать, если в Великой Отечественной защищали Родину, то мы ехали защищать честь нашей республики, нашего региона. И мы взяли 2-е почетное место вот в этом конкурсе. Позади оставили Ленинградскую область. Были 3. Вот, для нас это было очень, не то чтобы волнительно, а это было очень почетно. Тем более, что вот через вот эту фамилию... Кстати, не Ленинградская область, да? Может быть. Вот. Откуда вот эти 112 Улешовых? Действительно, гранитные эти плиты, которые там в Бадьёльске, возле этого обелиска 112 Улешовых, мы их сделали здесь в Центре народного творчества. Они до сих пор лежат у нас. Да. Ага, значит, вам передали, мы их искали. Не нам передавали, мы же их делали. Да. Вот. И главное, нам какой-то, чтобы поехать в Мурманск, где-то 3-минутная остановка, и вот с этого поезда нужно было быстро, а у нас каски тяжеленные, эти плиты гранитные, 112 Улешовых, да, и я кричу, как руководитель группы, у нас 52 человека: первыми садятся в поезд 112 Улешовых. Проводница говорит: каких 112 Улешовых? У меня 52 места всего. То есть эти плиты для нас были дороже всех. То есть какой-то определенный, тут мы несли груз ответственности перед этими погибшими 112 Улешовых. И вот команда была очень дружная. Там педагоги со своими учениками, мы со своими учениками. На свету сидела Наталья Михайловна Гнедых, которая партитуру дает. Там партитуру не могу читать, что за цвет у вас такой, ультрамаринчик. Ну это вот такой... Говорит что-нибудь доступным языком. На звуке сидела Пупышева и Ефремов Сергей, выезжал с нами. Спасибо, что отправили его. Вот, понимаете, и тогда мы поняли, что можно историю войны через одного человека. Вот через одну вот эту Улешову, которая отправила своих сыновей, и никто из них не вернулся. И сколько было... там не сыграно свадеб, сколько не родилось детей. В этой поэме это все прочитывается. И самое главное, что в прологе и в эпилоге звучит, говорят, что в Коми-крае не было войны. Разве можно говорить такое? Разве можно говорить такое, что в Коми-крае не было войны? Война была, она была вот именно вот то, что мы поставляли туда многое. И тогда же, в том же году, когда мы приехали, в гимназии как раз был набор
гимназистов на режиссуру. И мы в какой-то... и очень много было ижемских ребятишек. Давайте вот подумаем, как вот, если вот нас бы отправили в Мурманск, как бы мы представляли. А вы знаете, говорит, у нас, говорит, луг, праздник, да, там, да, и вдруг наших оленей отправляют в Ленинград. Действительно, на оленьих упряжках Республика Коми поставляла уголь в блокадный Ленинград, но обратно эти олешки не возвращались. Они были мясом, кормом для блокадников ленинградцев. И вот это вот моменты, которые заставляют, и вот нынешние уже гимназисты мыслят по-другому. Вот в прошлом году я могу потом либо завтра показать, либо скину беседу, вот как современные дети прочитывают начало войны. Вот. И мы нашли образ начала войны, это незабудка, цветок незабудка. Вот. И само слово-то не забудем, незабудка. И как они, играючи, на начало войны сделали. Приехавшие в одну из деревень городские дети, как это, все лето впереди, у них роман и так далее, начинают обращать внимание, что в этом году удивительно много незабудок. И везде, возле баньки, возле колодца и так далее. И там одна, к чему бы это? Уже вот первая нотка тревоги звучит, да? А потом они, как это, взрослые после баньки, там сцена баньки очень интересная у нас была придумана, тоже ролик могу скинуть вам, репетиционный момент. Мы участвовали в каком-то конкурсе, какое-то место даже взяли, призовое. Они выпустились, теперь по новой мы ее делаем. Взрослые после баньки гуляют у себя, да, а детям на сеновале накрыли там пологи, да. Ну разве мы что сюда приехали просто так, что ли, сидеть, лежать, спать? Давайте что-нибудь покутим. Вот, и они начали кутить. Они вышли и набрали много-много незабудок. Ну, вначале там рисовали, гуляли, и вот возвращается у них много незабудок, да. И видят они там в ряд обувь взрослых и детей, и так и называется «Незабудки в галошах». И они решили в каждую галошу по букету незабудок. И а давайте пишем сегодняшнее число. Какое сегодня число? 22-е. И из обуви выложили 22 июня. Ну, просто число написали, да. Ну, камера там снимает, и на экране сзади это 22 июня, да. И она там, запомните этот день, 22 июня 1941 года. Но они пошли спать с этим, они ушли спать, и утром они проснулись не от жареной рыбы, не от запаха выпечки, а от того, что в доме все суетятся. В углу суетливо молится бабушка, мама куда-то бежит и так далее, и так далее. Потом они узнали, что началась война. То есть какой-то вот такой необычный прием начала войны. Не вот эти, вставая страна огромная, и дальше уже через чемоданы они выстраивают второй эпизод, третий, четвертый эпизод уже, когда из чемоданов выстраивался, если в первом эпизоде с чемоданами они приехали в деревню, да, то уже обелиск выстраивать из чемоданов, где прямо тут же пишут «помним, не забудем», то-то-то. Вот такой тоже необычный прием через чемоданы, через растение, вроде бы маленькое. Я когда-то на даче, а родилось оттуда, что я на даче вывел, когда теща ушла из жизни, вот решили мы с Натальей Михайловной все оттуда вывести и сделать хорошее, культурное. Вылезли одни незабудки. Вот, и мы поняли, что этот цветок какой-то волшебный, какая-то подсказка в этом есть. Вот, и оттуда и пошло. Я принес на работу, говорю, дети, знаете, вот цветок, незабудка. Она подсказывает нам, не забудьте нас, не забывайте нас, не забудем ту войну. И вот так звучит в финале, вот это тоже вот это метафора какого-то определенного приема. Что-то я много говорю. Спасибо большое. Давайте поговорим теперь поговорили про образное решение. Вот у нас уже написан сценарий, эпизоды как-то красиво выстроены необычным способом, либо вокруг личности, либо это пересекающиеся истории. В общем, у нас необычный сценарий. И сейчас самое время, наверное, подумать об экспозиции. Я, к сожалению, совсем не знаю, что происходило перед и после ваших концертов, которые проходили в текущем году.
Как была реализована экспозиция, то есть погружение зрителей в атмосферу праздника? Что-то происходило в фойе, что-то происходило? Были какие-то декорации? Что было? Расскажите, пожалуйста. Ну, несколько примеров просто, что было. Фотозоны, выставки, Мгм. мастер-классы. Много разных. Творчество, все связано так или иначе с конкретным регионом, привозили специально мастер-классы и какие-то разного рода интерактивные. Встречи какие-то с земляками, то есть много. Супер, хорошо. Очень интересная фишка была вот именно у Сыктывкара, когда в фойе стояла почта, почтовое отделение, они заключили договор с почтой, и можно было прямо заполнить открытку и абсолютно бесплатно настоящую и отправить в любой регион республики. Бесплатно. Поздравления Просто вот как? с Днем культуры. Что там привет там из что-то. Сыктывкара, что-то такое Да, было. У меня такие пару вот. открыток еще осталось. Да. Круто, круто. Вот очень здорово, когда экспозиция тоже работает на общий замысел и И на республику. да, и на республику на связь. связь. Это вообще очень круто придумано. Кто придумал? Молодец. Еще, Миша, наверное, какого-то, нет? У нас даже Это было шутка, хромакей, по-моему, фотографировали, и Да. тоже в программе делали на фоне, например, природы Удырского района фотографии. круто. То есть можно было побывать в Удырском районе. Да. В водопаде. Мы вообще привозили избушку. Так. На самом деле, лесную избушку. В Эркерке. Да, в Эркерку, где можно тоже было посидеть прям, ну, реально почти у костра Ага. фотографироваться. Здорово. И мы раздавали в индивидуальных упаковках нашу мини-национальную выпечку. Раздавали бесплатно, люди. Да, да. Вообще молодцы. Вот, здорово. Хорошо. Давайте еще какие-то примеры экспозиции, тоже, которые вас поразили, которые вы встречали. Я сейчас, если честно, об этом не думал. Ну, давайте вот из того, что понравилось. Очень круто, вот с письмами здорово. Прям это работает на замысел. То есть это часть представления готовит людей к тому, что будет красиво и очень разнорегионно. У кого есть еще? Мы в пединституте, у нас много Да. погибло солдат, мы студентам на входе, студенты другие раздавали треугольники писем с биографией каждого студента, который погиб. Ну, понятно, что у нас там 280 погибло, в зале 550 человек, не всем досталось. И они изучали эту биографию, иногда со сцены выкрикивали потом фамилию, они говорили, я здесь, то есть за какого-нибудь героя. Прямо раздали роли. Ну, они Ну, просто... условно, да, ну, у да, них да, есть вот да, какой-то да, и когда материал. была перекличка времен, Это еще и активизация зрителя. да, и они должны были сказать, я здесь. И в это время фотография была парня на экране. И вот, ну и письма у них потом остались, ни одно письмо не выкинули. Ну, мы Значит, у вас все получилось, значит, ваша сверхзадача выполнена, это очень здорово. Так, еще какие экспозиции? Что пишут? Это легенды Севера. Фойе, да. Что было? Стояли елочки. И был шум леса. Ну антураж, да, здорово. Создать антураж, где можно не только сфотографироваться, еще и отдохнуть. Оформление фотозоны в стиле замысла концерта. Ну, То есть конечно. любой человек может прийти, сфотографироваться, если там это «А поле все полная земля не забыла», это баннер, где человек встает, тут же все оформлено сухой травой, человек встает, делает фотографии и получается, как будто он стоит в поле. Там, или, к примеру, или, к примеру, там, по 9 мая также какая-то военная полиция, что человек садится, и как будто он в том времени оказывается с Фронтовые автоматом 100 в грамм руках. где-нибудь газетка. Да. Почему нет? Ага. Надувная лодка, там, Да, костер. В надувной лодке? Да, ну не в лодке, рядом? а Ага. на гитаре там, да. То есть антураж. Круто, слушайте. Вот мне очень жаль, что это осталось за кадром, и я не смог, к сожалению. Возможно, это сильнее бы бросало якоря, чтобы я запоминал именно программу, чтобы они у меня сильнее отличались А друг у от друга. Ухтыла еще там тамарецкие были, фотографироваться можно было в костюме. Ага. Хорошо. Вот мы плавно даже немножко перешли к тому, как мы можем взаимодействовать со зрителем, то есть примеры активизации зрителя. Давайте попробуем и на эту тему тоже поговорить. Я хочу рассказать, наверное, самый интересный опыт, который был у меня активизация зрителя. Я приехал к студентам, это была вторая сессия, я еще переживал, это были первые студенты, которых я учил. Я приехал к ним, и у них была тема сказки. Я перед этим, как
как обычно, я вам уже рассказывал, что я вдохновляюсь вообще всем, что смотрю. А смотрю я огромное количество фильмов, мультфильмов, сериалов и так далее. У меня непрерывно, у меня всегда идет поток. Я даже сюда, вот когда приезжаю, съемная квартира, я втыкаю себе приставку, которая не игровая, а там сериалы. У меня все время что-то фоном играет. Ну, сейчас у меня фоном играли ваши концерты, а теперь, ну вот, я еще 3 концерта посмотрю, которые не посмотрел, и дальше будут играть сериалы. Посмотрел тоже какой-то фильм. Посмотрел фильм, вышел на платформе Netflix, и там можно было выбирать развитие сюжета. Идет герой, фильм, все нормально, все здорово, и вдруг, значит, он стоит и рассуждает. И внизу у тебя выбор, ты можешь проголосовать, что ему дальше делать. Ты выбираешь, и в зависимости от этого вы смотрите разный вариант сериала. Как оказалось, там кто-то посчитал, есть около 40 вариантов развития сюжета и там около 10 вариантов финала, в зависимости от вашего выбора. Я посмотрел это и подумал, господи, это же сам Бог велел внести этот вариант в театрализованное представление, тем более у меня сказки, почему нет, студенты, с ними вообще все можно, они как подопытные, с ними можно все попробовать. Интересно, у меня всего неделя, никто не ждет никакого крутого результата. Вот, приезжаю, даю ребятам задание, ну до этого, естественно, еще дал ребятам задание порассуждать на тему сказок, поставить персонажей в какую-то необычные предлагаемые обстоятельства. Возьмите персонажа из любой сказки и поставьте его в необычные предлагаемые обстоятельства. И дальше мы с ними сделали следующее. Мы раздали зрителям 2 картонки. Мы отрепетировали несколько вариантов представления, сделали около, наверное, 10, даже, наверное, больше, 12 развилок, где зритель мог голосовать, подняв желтую картонку или розовую. Просто в соседнем канцелярском в этот день были только розовые и желтые, поэтому в PowerPoint пришлось на презентации переделывать цвета. Мы хотели, естественно, красный и синий, чтобы они больше различались, но пришлось желтый и розовый. Мы, собственно, сделали представление, где Алеша Попович разбуянился и сломал камень выбора, разозлившись на то, что камень ему будет что-то указывать. Алеша Попович гордый, сломал камень, ай-яй-яй, что же происходит? Дальше, это уже полет фантазии студентов, я его не останавливал. У Алеши Поповича появилась Аленка Попович и Алексей Попович. Такой умник, балбес, который сломал камень, но силач, и Аленка тоже сильная, независимая женщина. Вот. И дальше им нужно как-то это разрешить, починить этот камень. А пока камень не работает, пока он сломан, что делать? Выбор делать кому? Зрителям. Поэтому вот эти временные развилки начали с простого. Скажите, лето сейчас или зима? Они говорят, лето. Я говорю, ну лето. Студенты из-за кулис, пошло лето. Если бы сказали зима, начали бы делать... Студенты были ко всему готовы. Ну и, соответственно, картинка на фоновом экране тоже, естественно, была либо зимняя, либо летняя. Дальше. Куда пойдут богатыри? Направо или налево? Налево. И они такие, ну окей, налево. И просто пошли налево. То есть, ну как бы мы показали людям, что выбор делать не страшно, все в порядке. Богатыри ушли, дальше они начали собирать эликсир, который может починить камень выбора, и пошли в гости по сказкам. Там какие-то кикиморы, что-то. И в каждом эпизоде у нас есть выбор. Каждый раз он нас приводил к чему-то. Мы в какой-то момент пропустили безумно крутой номер, который студенты сами придумали. Это драка Змея Горыныча, который у них ассоциировался с Трусом, Балбесом и Бывалым. Это были сначала 3 отдельных человека, потом они объединились и стали Горынычем. Очень смешно они по образам отработали. Получился Трус, Балбес, Бывалый, Горыныч. Вот. И Горыныч должен был драться с 33 богатырями. И они отрепетировали, и это с палками, и это красиво, и они его поднимали. Но люди проголосовали, что Змей Горыныч просто вступает в армию к 33 богатырям, и драки нет. И все такие, да ладно, ну окей, хорошо. Много всего мы не показали, конечно, ну как много, ну там номера 3-4 точно. И в итоге, естественно, мы приходим к тому, что богатыри чинят этот камень, выходит рассказчик, по-моему, я был рассказчиком, и я говорю, друзья, вот опять же решать вам, починился камень или нет. Они такие, конечно, хулиганю, нет. Я говорю, ну окей, пожалуйста, ваш выбор. Ухожу, богатыри такие, о, нет, почему не починилось? Получается, что все
заново. И мы снова та-та-та-та-тан, та-та-тан, та-та-та-тан. Пролог наш делаем, прогоняем пролог, у нас там у них в конце воротца. Я из этих воротцев выхожу и говорю: дорогие друзья, все в ваших руках, вы можете проголосовать. Что нам сейчас делать? Петь финальную песню или показывать показ заново? Все такие, естественно, желтый, да. Я говорю: ну, если вы так выбрали, да нам, в принципе, все равно, потому что на этом этапе мы уже решаем все сами. И студенты поют: все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. То есть мы вот эту проблему выбора дали выбор людям, люди нас завели в тупик, то есть они хотели закольцевать историю, и студенты решили сделать выбор сами. Они сделали выбор сами, спели финальную песню, все зависит от нас самих. Вот я вообще считаю, что это пока что самый удачный показ, потому что мне самому в нем было интересно, сработает ли вот это вот голосование, желтые и фиолетовые квадратики, и это сработало. Интересно, можно ли это сделать на какой-то более глобальной аудитории, сделать это более профессионально, и может ли это принести коммерческую выгоду, например, если мы сделаем какое-то новогоднее представление, на которое можно прийти 5 раз, и каждый раз это будет новое, и каждый раз это будет что-то другое, а может быть такое же. Это вот уже, это интересно, я об этом думаю, подумайте и вы, если вдруг у вас есть такое желание. Ну, надо, конечно, как-то продумать систему голосования и готовиться к тому, что многие номера, которые вы отрепетируете, будут не показаны. Вот, еще примеры активизации зрителя, которые вы видели, с которыми вы сталкивались, которые вы делали. Давайте поделимся немножко, потому что это насущно сейчас. Вот я говорил, что мне этого немножко не хватало в представлении. Не так круто, конечно, как вот это вот Да. участие, Ага. но небольшие. Вот на моих спектаклях были, если кто ходил на «Легенду Севера», во второй части, то есть у меня идет более-менее ровное повествование, и во второй части, когда главную героиню, княжну Косты, похищает Бундыр, и вся его нечисть, она вылазит из оркестровых ямах, из углов и так далее. Пугает Сквозь зрителей визгу столько, что стены трясутся. Я сижу в световой рубке, у меня аж прям визга, крика, что они вот это все убегают. Если кто был там в театре оперы и балета, да, там оркестровая яма, мы специально делали мост через эту оркестровую яму, и на этот мост из середины прям вот, и притом через парапет к зрителям вылезает вся эта нечисть в костюмах таких. Но при этом еще ультрафиолетовым подсвечено, и это происходит после красивого, нежного, спокойного адажио, где главные герои после свадьбы ложатся спать, и начинаются и вот это они все вылазят. Ну, Круто. мне кажется, получилось. Да, воздействовать на эмоции зрителя, пугать, там, и вообще как-то с ними взаимодействовать именно эмоционально, не какой-то, ничего-то не требовать, а именно эмоционально. Да, это очень крутой вариант, особенно если вкусно сделать вот с таким после адажио, после ям. И второй спектакль у нас была «Мириада», он необычный, он про грибы, про грибы. Главные персонажи там грибы. И на входе мы деткам раздавали картонные шляпки грибочков. И было прикольно, особенно зрителям, во время спектакля видеть, что в зале сидят грибочки, которые с удовольствием берут шапки. Я уверен. Артистам прикольно. Но у них костюмы, огромные поролоновые шляпы, такие, да, и у них были такие подобия тоже картонные. У детей в зале. Ну, Я бы посмотрел, если они там не будет. Интересно. Хорошо. Так, еще пример активизации. Может быть, кто-нибудь. Ну, у нас, наверное, как у всех, новогодние сказки для детей, понятно. И в этом году мы взяли такую сказку, очень интересную, на мой взгляд. Те герои, которые вот у нас должны быть положительными, и у нас несколько поколений зрителей, мы знаем, что Иван Царевич у нас герой. Мы его сделали подлецом. А Варвара Егоровна, Баба-Яга, она была прям вот такая Баба-Яга, она должна быть ведь отрицательной теткой-то, бабкой. А она у нас прям добрая, добрейшая. И когда получилось, что ну не берет ее Иван Царевич в Новый год и говорит: а вот не получится у тебя, Варвара Егоровна, все, не вышла ты никаким местом. Не в тренде. Да, и она выходит в зрительный зал, а добрые дела ты не сделала, понимаешь? Она выходит в зрительный зал, и у нас там сидят эти 1-й, 3-й, 5-й классы, там дети, она говорит: ну кому доброе дело сделать, девочка, мальчик, ну кому? Ну пожалуйста. Понятно, что мы не ждем никакого ответа, реплики, потому что дальше идет действие. Но было приятно наблюдать, когда дети подходят, они прям вставали с места и шли: да, Варвара Егоровна, да ты ж такая добрая. 50 рублей на телефон. И все прекрасно знают, что это Виктория Павловна Шереметьева, но это Варвара Егоровна, и все безумно поверили в это. Это было, конечно, очень трогательно наблюдать, и прям подходят и говорят:
ты такой плохой, ему кричат там, ты подлец. А ей говорят, ну ты не переживай, ты же добрая, Дед Мороз добрый, он тебя спасет. Вот это было очень прикольно. Хотя, конечно, это было не запланировано. Но я ожидала реакции не такой яркой, конечно. Но... Сопереживание. Вообще. Причем это маленькие детки. И я очень рада, что это так. Я вот у нас как раз со студентами сейчас опять, это уже новые студенты, и мы с ними тоже разговаривали про сказки. В этот раз они идеи, я не приехал, у меня не было готовой мысли, были какие-то зачатки, и я хотел с ними поговорить как раз о злодеях, о том, что надо природу зла вот эту понять, что, почему они злые, такие уж ли они злые, может быть, у них там как-то все иначе. Да. И вообще ребята сейчас нашли, вот я ушел, они репетировали, они хотят сделать судебный процесс над волком. То есть, где волк будет сидеть, и его выставляют везде злодеем, козлят съел, там, что он еще сделал, шапочку тоже, там, бабушку съел, шапочку чуть не съел, или даже съел. В общем, во всем его обвиняют и хотят там выставить Машеньку в итоге злодей, что Красная Шапочка – это никто иной, как Машенька. Машенька к медведям вероломно вломилась. Почему медведя не догнали? Да потому что ее волк спас. На самом деле волк хотел позаботиться о козлятах, мать не приходила уже 2 дня, он хотел просто покормить. То есть, они размышляют на эту тему, забавно. И хотел еще сказать про вот этих детей, которые потрясающе верят. Однажды тоже на елках слишком хорошо, видимо, сыграли пиратов, либо слишком плохо, не знаю. Бежали через зал, и дети начали нас останавливать. Дед Мороз кричит: не надо их останавливать, они же злые, не трогайте их. Но детей уже было не остановить. Удары, окей, можно терпеть, у них слабенькие кулачки. Мы пробегаем, прорываемся, и тут чувствую, все. Нога. Двигаю, зубы вцепились во внутреннюю сторону ляжки, и 3 шага я проволок этого маленького, хорошего мальчика. Я уверен, что он хороший, просто поверил слишком. Я протащил, и у меня в итоге, я играю, а у меня кровь течет по ноге. И у меня следы от 4 резцы у него зараз такие молочные. В общем, переиграли, поэтому с тех пор мы всегда очень четко обозначаем все правила, потому что, да, если ребенок поверил, его ничего не остановит. Он и письмо напишет, и сделает все, что нужно. И слава богу, что есть дети, на которых можно вымещать вот эти все великолепные наши режиссерские задумки. И они всегда верят в чудо, и интерактив с ними гораздо проще. Но я все-таки еще хочу несколько вариантов услышать именно активизации зрителя взрослого. Потому что с детьми понятно. Детей можно активировать просто щелчком пальцев. Вот. Недавно видел классный интерактив, кажется, TED Talks называется. Там люди читают лекции, и, кажется, это был американец, не знаю. Он сделал такой музыкальный эксперимент. Он говорит: окей, давайте я вот сюда встану. Когда я сюда прыгаю, вы делаете... Они вывели среднюю ноту, а, кстати, западные люди очень просто выводят среднюю ноту. У нас, чтобы вышла средняя нота, надо минуту с ними репетировать, чтобы получилось хотя бы что-то, потому что у нас разноголосие страшнющее. А там у них они быстро берут среднюю ноту, потому что музыка у них очень хорошо преподается в школах. Дальше он говорит: здесь прыгнул, здесь они сами уже, и он пошел по гамме, прыгает по сцене, а они идут вниз, вверх, и он давай наигрывать. Там, через одну научил их прыгать. И, в общем, потрясающий интерактив, потрясающе здорово. Я еще не пробовал, поэтому ничего не могу сказать, но обязательно хочу на какой-нибудь площади, когда разрешат площадные мероприятия. Мне кажется, на площади это может сработать. На площади прям... Я бы хотела поделиться своими интерактивами. Известные, которые знают зрители. Да. Эмоциональный финал, когда мы делаем, если, например, Да, супер, это вообще может стать эмоциональной кульминацией, это уже кульминация до этого должна быть, а это уже такой, не то что эпилог, финал, смысловой финал. Все поют караоке, потрясающий прием, очень используется часто. У меня было... Слышно ли меня? Я бы хотела поделиться интерактивами. Арсений? Марина. Михаил она там. Марина, Михаил, да. Видно меня? Еще не видно сейчас. Почему?
Сейчас наладим. Вот видно, Миша. Вот теперь видно. Миша, да. Марина Калинина, Сыктывкар. Я работаю еще дополнительно в Республиканском центре дополнительного образования детей, и у нас очень много конкурсов проходит конкретно для учителей, например, да, ну и для детей, соответственно, и в них непосредственное участие принимают, конечно же, всегда родители. Вы, Арсений, попросили рассказать про интерактивы с залом, именно со взрослыми. Вот я вспомнила несколько вариантов. Виктор Михайлович не даст соврать, потому что все наши концерты проходят на площадке концертного зала гимназии искусств. Когда к нам приезжал индийский консул, у нас была объявлена индийско-русская какая-то там олимпиада, и мы выходили, получается, на сцену, давали интерактивный флешмоб, ну, то есть показывали там, давайте все мы там вам пожелаем удачи, раскиньте руки, как цветок лотоса, все зрители показывали, чтобы ваша олимпиада была там, я не знаю, как самая там, как две реки Инг и Ганг, ну, и все там показывали. Это было, конечно, безумно интересно, не только дети, но и все взрослые и эксперты этой олимпиады тоже принимали участие. Когда-то, Виктор Михайлович, помните, мы забросали весь концертный зал нитками шерстяными. Я думаю, что все знают, что такое шерстяной флешмоб. Он очень часто используется на тимбилдингах. Мы попытались это сделать в концертном зале. Раздали при входе всем клубки ниток, и в финале они стартанули. Мы все были в этих нитках. А меня слышно вообще? Да, круто, круто. Ага, да. На благотворительном концерте, когда-то мы собирали деньги ребенку ДЦП, мы тоже в финале просили всех запустить самолетики белого цвета из обычной бумаги формата А4, и сами родители, зрители их мастерили руками и запускали, конечно же, в финале на там лирической безумной песне. И очень здорово, когда сами, например, участники концерта не ожидают этого интерактива. Когда-то на республиканском конкурсе «Учитель года» мы раздали нашим конкурсантам лазерные указки, фикс-прайс 50 рублей, и сделали интерактив прямо им в зале. Ну, то есть мы подготовили крутую презентацию, например, как вы считаете, конкурсанты, ну, там, предположим, на нашем конкурсе главной темой там та-та-та-та-та является, да или нет? Ну, робот-голова у нас все это проводил, ну, как бы был ведущим концерта, и сами участники вот этими лазерными указками тоже участвовали в голосовании. Это, конечно, безумно интересно, и фишкой этого концерта стало то, что робот-голова обратился к министру образования Республики Коми и даже задавал какие-то вопросы, министр отвечал, и мы также, вот, Арсений, подготовились к нескольким вариантам, у нас было несколько записей робота-головы, это, конечно, безумно интересно взрослым. Вот, я поделилась своими штучками. Круто, спасибо огромное. Да. Тут сразу несколько было и видов, даже которые можно, раздаточный материал, с которым взаимодействовать. Там был, самолетики, лазерные указки. Это вообще роскошно, это моя мечта, раздавать людям световые приборы, чтобы они ими светили. Ну, те же самые браслеты, знаете, которые в темноте светятся. Но это такая олимпиадная уже история. А лазерные указки в зале, это вообще супер, да, круто. Ой, последнюю, можно я еще скажу? Когда-то мы делали в стиле аэробуса, мы куда-то там летели, тоже зрители сидели в зале, пристегните, пожалуйста, ремни, наш аэробус идет на взлет, и выходили девочки-стюардессы, их играли мажоретки, они прямо вывозили на таких столиках с колесиками, знаете, как раньше раздавали в самолете воду, ну там кофе, лимонад, карамель взлетную, конечно, зрители тоже были... Вау. Мы вообще вот стараемся всегда использовать такие штуки на концертах, которые могут себе это позволить. Ну, я не говорю сейчас про военные, патриотические и так далее. Круто. Да, спасибо огромное. Да. Давайте. Такой нашей тематикой серьезно не относится, но тем не менее из опыта. Сидит заведующий управлением культуры Гуськовского района и директор Дома культуры. Гулько Ира сидит, которая ездила с нами в Мурманск, я совершенно забыл про тебя. В Усть-Куломе традиционно проводятся ежегодно православные Владимирские чтения в начале сентября, посвященные иконе Владимирской Божьей Матери. Вот. И, по-моему, 12 или 13 лет уже он проводится. Да? Вот. И он разбивается на секции. Там иконопись, работа с молодежью, с дошкольниками и так далее, и так далее. Мне, как член оргкомитета, доставалась школьная секция.
Вот, аудитория была старшеклассники, Усть-Куломская средняя школа, ну, с уроков детей нагнали, ну, что они будут слушать-то про православие, поисковые отряды и так далее. Но мне сказали, мои коллеги, ты был директором гимназии, умеешь работать с детьми? Ну, что с ними уметь, попробую. Но, оказывается, на самом-то деле это очень тяжело держать аудиторию, которая слушает серьезную информацию и на экране, потом задавать вопросы. И тут мне осенило в голову спуститься с радиомикрофоном в зал и спрашивать конкретно, к одному подойду, к четвертому, они уже начинают просыпаться, они начинают прятать гаджеты и так далее. Вот, и какие-то вопросы задавать относительно той информации, которую они только что прослушали, да? Если не могут ответить, ну погугли ты сейчас при мне, и все начинают гуглить и информацию какую-то находить, да? Вот таким образом говорю, теперь внимательно слушаем следующего информатора. И следующий докладчик уже работает на зал работает на него, потому что сейчас этот дурной дядька спустится к ним туда и опять будет задавать вопросы. Таким образом, вот у нас эта секция школьников была самая интересная, когда уже остальные секции закончили, к нам пришли, они говорят, а чего вас так бурно? Обычно школьники у нас кто убегают куда-то, ноги делают, да? А у вас тут бурно обсуждают. Вот это вот на самом деле опыт человеческий, может быть, и педагогический, и в то же время режиссерский прием. Вот активизации зрителя пассивного абсолютно, не адресного. Вот. Но он подключился, потому что им нужно было отвечать, им нужно быть в теме, им нужно было кадры включать. Вот. Поэтому вдруг кому-то пригодится, буду очень рад. Виктор Михайлович, да, спасибо. И вы как раз затронули тему вот этих вот онлайн-вещей, которые можно тоже сейчас спокойно делать. То есть сделайте вы открытую стену на плазменной панели. Ну, в смысле, какое-то обсуждение, где посадить одного модератора, который там будет стирать матные сообщения и не допускать их на экран, потому что подростки так делают, с этим ничего нельзя поделать, но можно посадить модератора и сделать легкую задержку на экране. Сделать вот эту вот переписку, читать оттуда вопросы, взаимодействовать со зрителем через онлайн. Делали так на каких-то молодежных мероприятиях, рождая новые мечты. Это дипломная работа моя как раз была. Вот. Можно также использовать такие сервисы, как Kahoot называется. Сервис – это сервис, где может подключиться, по-моему, неограниченное количество людей, и вы можете сделать викторину. То есть каждый зритель становится участником. Он просто заходит по QR-коду, который вы выводите на экране. Они заходят, регистрируют свое имя. И дальше вы отвечаете всеми зрителями, вы задаете вопрос, они отвечают у себя на мобильном телефоне и зарабатывают баллы. В конце вы получаете победителя. Без проблем. Это бесплатный. Хотя нет, по-моему, там надо заплатить, чтобы зарегистрироваться. Но там, 100 человек, мне кажется, вы спокойно можете как раз в эту игру вовлечь, позадавать вопросы, и люди... Мало того, что вылезут из своих телефонов, они зайдут еще на что-то другое, и им будет это интересно, чтобы не выпускать телефоны из рук. Как раз. Вы не нарушаете их зону комфорта, вы не заставляете их ничего делать, вы можете просто сказать, достаньте свои телефоны, давайте снимем. Тоже, как сейчас, знаете, часто уже говорят, что съемка нашего концерта там, не то что запрещена, пожалуйста, делайте это усерднее, потому что нам нужна реклама. Снимайте нас, выкладывайте в сети, хэштег, вот он, пожалуйста, на экране, просто упомяните нас где-нибудь. Вот. Эра гаджетов, она настала, с этим ничего не сделать, и с этим надо пользоваться. Вот, очень много онлайн развлечений, которыми можно играть с людьми. В том числе переписываться, голосовать и прямо со сцены, дозваниваться. Ну, это уже, наверное, не актуально дозваниваться. Окей, мы с вами поговорили про, в принципе, все этапы подготовки мероприятия, начиная от темы, идеи, сверхзадачи, экспозиции, общего замысла, образного решения, подбора выразительных средств и всего остального. По факту мы сейчас с вами могли бы подготовить мероприятие, чем мы завтра с вами, кстати, займемся. У нас будет мозговой штурм. Надеюсь, что мы все придумаем какое-то крутое мероприятие на наше столетие. Ну или на... У нас там два варианта. Либо мы будем придумывать столетие, либо мы будем придумывать праздник, да, театрализованное представление на закрытие года культурного наследия. Да. Завтра будем, вот, может быть, не совсем по этой схеме, но будем работать примерно так же, только уже на конкретных вещах, на конкретных материалах. И сейчас я бы хотел
от вас получить немножко информации. Я почти всегда так делаю. Этот пункт называется «Моя режиссерская боль». Я бы хотел узнать, что вам мешает делать идеальные мероприятия. Хорошо, это вариант. Отсутствие финансов. Хорошо, это мы все прекрасно понимаем. Это есть. Что еще в нашей режиссерской боли? Вмешательство чиновников. Вмешательство, условно, наших заказчиков. У вас есть цензура? Прям цензурируют, срезают. Обалдеть. Отсутствие узких специалистов. Светорежиссеров, звукорежиссеров, нет. Хореографов. Ну, Саша все не поставит. Да, я и говорю, что... Видеоконтент. Дорого и нет специалистов. Да. Все есть, но вот когда хочется прям что-то, они придумывают. Да. Иногда не могут сделать чего-то. Да. Это задача, они стараются, конечно, но это тоже некий тормоз. Чем она мешает? Ага. Не соответствует замыслу. Но тут мы упираемся в деньги. Все, вот это можно решить. Ну, теоретически, да, все можно решить. Без денег этого не сделаешь. Да, отсутствие денег. Потом опять-таки написали, вот нехватка времени, но и нехватка времени, отсюда можно делать много-много стрелок, потому что времени не хватает от разных ситуаций. Опять-таки от вмешательства. От отчетов, от каких-то вещей, от того, что, да, время это катастрофично. Либо пока принимают решение, а время уходит, и потом остается мало времени на подготовку. Да, 50 тысяч бумаг. Самодеятельность, очень сложно, например, выйти с работы, объяснить работодателю, они там берут отгул, вот это сложность. QR-код мешает. QR-коды. Пандемия мешает. У нас, кстати, поразительно в Петербурге, я думаю, что вот у нас сейчас очень большая смертность, у нас очень большой, у нас прям растет по экспоненте, и болеют вообще все абсолютно. Вот. У нас очень много лжепривитых людей, которые купили справки. Я поражен, когда мы начали проверять QR-коды, мы поняли, что каждый второй приносит не свой. И это поразительно. Казалось бы, город 3 революций, колыбель культуры, а почему вы, люди, не прививаетесь? У нее же есть все, чтобы посмотреть, что, это, кажется, действует, это, кажется, работает. Люди привитые болеют меньше, это, кажется, уже доказано вроде как. Запрет участия детей 2 года тормозил проведение Дней культуры Русского района. Да, а у вас тоже до сих пор запрещено детей на сцену? Я, кстати, видел, чей-то концерт был. Чей концерт, где детей вставили на видео, а потом они выступили на сцене, и это просто вставили в видео. Воркута, молодцы. Тоже супер, просто. Нет, и мне нравится, выступили дети, а дальше не вырезали фразу ведущего. Очень жаль, что дети сегодня не смогли к нам прийти. Вот, я только что посмотрел выступление на этой же сцене, ровно на том же месте, где вы стоите. Почему они не смогли прийти? Потом до меня дошло, что это монтаж, я так что-то рассеялся. Привлекло внимание. Еще какая боль есть? Давайте проработаем. Выскажем это, чтобы, если мы узнаем нашего врага в лицо, с ним будет проще. Что мешает? Лично мне конкретно, я не отношусь к работникам муниципалитетов, мне мешают как раз работники муниципалитетов. Прошу прощения, чем мешают? Например, театр оперы и балета. Мы берем их площадку, аналисты нам подходят до спектакля, мы хотим сделать там спектакль, а не дадим вам дату. А у нас там будет какой-нибудь там, где-нибудь что-нибудь. Не, самое любимое это Ухта. А у нас, извините, мы там хотим приехать, большое шоу, у нас уже несколько лет ухтинские зрители ждут на такие. Вы знаете, а у нас репетиция стоит на это время, не можем. Не у хозяина. Елочка репетирует. Или, извините, все 20 составов. Мы понимаем, вам, конечно, вести состав 30 человек и 2 машины оборудования, но мы все билеты будем продавать сами, деньги дадим через 2 месяца. А как мы, на какие деньги мы повезем? Опять-таки это идет распоряжение, опять-таки мы говорим. Нет, это сотрудники, это они подчиняются. Это распоряжение администрации. администрации. Что нам конкретно? Они, дворец культуры. Я про наш случай говорю, нет. Просто дворец Для культуры, этого он... надо просто какой-то график составлять, потому что на самом деле, Заранее, когда за наши год. государственные учреждения приезжают в муниципалитет и говорят,
ну извините, мы приедем в это время. Я говорю, запланировано, извините, у меня да. занято, Хозяйка. и у меня здесь свои спектакли, я теряю свои деньги. А теперь представьте, что мы звонили за 2 года до того, как мы хотим приехать. За 2 года. Неужели нельзя было списать дату? Неужели надо за 2 года? Сначала позвонил, Я сказали, сказал, надо звонить за год. всегда можно договориться. Я сейчас позвонил за полгода, мы сказали, надо звонить за год. Когда я позвонил за год, мы сказали, уже все, уже Договориться можно, если ты что-то из себя представляешь. А если ты... Не, ну в смысле, если есть кого попросить договориться. Если где-то работаешь, есть, здравствуйте, я режиссер такого-то, такого-то, я бы хотела приехать, тогда можно быть. Извините, у меня там свой театр, я хочу... Кто такая? Ну, я вам так скажу, что какие бы договоренности ни стояли, даже в том же самом Петербурге, в моем концертном зале, у нас зал на 1000 человек, у нас театры заинтересовались в последнее время. У нас там, значит, театр какой-то потрясающий, спектакль готовит, все, они там вымерялись. Спектакль «Элеон», у них билеты проданы за 3 года. Ну, ладно, за 3 года, ну, типа, за 4 месяца все билеты проданы, все хотят на этот спектакль. И за неделю до спектакля звонит председатель. Чего? Единой России, здравствуйте, ваш зал, наш зал, до свидания. Спектакль, пока. Возвраты, боль, стресс, пандемия, отмены, переносы. За чей счет банкет? А? За чей счет возвраты? А это, вот как только вот этот человек позвонил, он ситуацию дальше, ему все равно. Дальше директор учреждения нашего оценивает риски. Что я могу поиметь, если сделаю так, что я могу потерять, если сделаю так, и так далее. Ну, то есть, Это не обсуждается. Да, это не обсуждается. Такое, к сожалению, в нашей стране сплошь и рядом. Есть еще какая-то боль? Есть. Отсутствие связи, получается. Отсутствие связи. Это проблема. Можно я скажу про боль аренд театров? Меня слышно? Да. Даже видно. Да, и вот конкретно про наш Усть-Вымский район, я являлась режиссером Дней культуры Усть-Вымского района. Забронировали зал мы тоже за год, театр оперы и балета. Соответственно, у нас Ягморт идет накануне, а там огромные декорации у театра, все это демонтаж и так далее. У нас, например, в субботу концерт. Ночью нам разрешают кое-как там в 11 вечера зайти, Вегас монтируется, и он делает монтаж мне только к 11 утра. То есть я, например, конкретно про свою боль, нехватка времени отрепетировать самодеятельными коллективами абсолютно другого муниципального района. Трансфер привез огромные составы детей и коллектив. Мы ни разу не репетировали на сцене. Как можно с 11 утра до там 3 часов, до 15:00, потому что все остальное мы должны технические там части с главами, с букетами главы и так далее отрепетировать. Как можно за этот короткий промежуток времени освоить площадку с людьми, с самодеятельными коллективами? И дело даже не в финансах, понимаете? Может район себе позволить, например, взять аренду на 2 дня, но есть определенные даты концертов, которые там, я не знаю, за год уже директор театра решил, что у него будет Ягморт. И никуда, и никак, вот мы и ни театр не поменять, и ничего, понимаете? Да, мы это прекрасно понимаем. Как тут сейчас все кивают активно. Это, видимо, действительно самая глобальная боль. Кстати, это очень интересно наблюдать, потому что, ну, вот у меня в голове не было. Я не думал, что вы все в едином порыве будете жаловаться именно на нехватку дат, на нехватку времени репетиции и так далее. Какой вывод? Нам нужно строить новые дворцы, нам нужно выбрать новое государство. Да. Да, надо чинить старые. Нет, тогда там очередь будет за 3 года. Нужно будет звонить, планировать свою жизнь. Здравствуйте, я через 14 лет думаю, что мне нужно поставить спектакль. Можно я сразу даточку забронирую себе? Вот. Друзья, все, не смею вас задерживать, потому что у нас уже 1 минута осталась. Я надеюсь, что мы сегодня с пользой провели время. Завтра проведем время еще полезнее. Спасибо вам всем огромное за отзывчивость. Вы крутые. Онлайн-зрители тоже спасибо огромное вам. Было очень приятно. Спасибо. Можно поворот? Ну хотя бы, пожалуйста.